Хобзеква, апсуа телехопша аканалача, ишяшу ицу аэфир. Хастудичи и кшейт апсны ахюнткара ахадарахе ицу акандидатши, а журналистши. Уабзила шабит. Апсны ахадарахе акандидатша. Ардзинба Адгур Амиранипам. Аршба Роберт Иванайпам. Гумба Бадра Зурабипам. Барциц Олег Мсасипам. Добрый вечер, уважаемые кандидаты в президенты, коллеги. Добрый вечер, наши телезрители. Сегодня, в первую очередь, мы для них, наверное, работаем. Хотел напомнить регламент нашей работы, некие правила, которые установила нам Центральная избирательная комиссия, а именно это по 2 вопроса от журналистов. Хочу отметить, что здесь представлены практически все средства массовой информации нашей республики. По 2 вопроса, на которые кандидатам необходимо ответить в течение 3 минут. Вот такой вот регламент. Пресс-конференция планируется хронометражем в 2 часа. Поэтому приятного просмотра, хороших вопросов. Да. Ушта паздара корышка, сарара пхепездара псышола истиует, саристиует рабхепездара, но с Роберт Гиови изалшара зара тиразем, харах кандидат шаги матч гърчама дъряшъп, ишяшъп свой эфир, днес ажу рахтует коллегат шам. С зара басип шиехоп, кандидат шазиге ирзерхоп, Анульспи апсны ахада уица шицрпи камха хайда шут яхзбшу алхрапа ханарот шафу. Избанза юқапа юқхава ахантара дарадза ирацу. Ишпафю дышкылы абривиза ацбамта. Ихараку анапхгарахе анейра. Мачк турхазита шхарстаху. Истахыда сгуята хушала гарцшилшит. Я хочу его не что под горами раника. Хобзеква. Несо шестара. Новаш сос. Уица шимцерцвит. Ашами. Ахави зге пснахадача. Ганахи узефазу. Уиза узефазу Владислав Георгипа. Изахану Сергей Васильевич. Васильев Изахану избанузер Рожлер Ирзаеву. Несо. Агирки Рушус Харцонаха, Сарасванагара, Ужлер Урзаевгусер, Ариус Маншалахут избанузер Харахажлер, Релкарат Пау, Рич Харахук, Абижалхако, Нумипосо, Алшарахам, Алшараги Хамами, Ниота Катакурша, Айпаларапахаму, Харачутава. Абас Усара Наджу, Напхкара. Ну пуло, унина ваура пюзер. Урухлята шоуцалар, аваги узер урзел газу. Бризахана, ри несами сарайха, ихем заминалска ивдеру, пханяз гялхрапа, схала сархей, уя хошук саруиницха, сера политика ятпала за процесску, дерги хабалак сарас схала сархон. Национальные интересы захцу, рахчаразы и халшу загахцу. Ублизахану абрия амия ялхаз и на хагзару, ублизахану абрижихи уалхракогия халахот свизаги Сергей. Это был так официально Роберт Иванайпа. Если так осот на сарыс яхаштас. Ридарадзу Сузахан нас имарядзамст. Яхя аусква шуквала ри ноябрьхтысква аз уягана хяло хозер и оп нас авай сыгглыз и низ инициатив буква и при атака хукра Анакзара Сазахан Зиги и Хау
усу. И Урусфилохозар – это осознанный мой выбор и ответственность, которую должен нести глава государства, я полностью осознаю. И яхя конституция шоала и шахуала ахтач яхя авилар и хау мчасы ам вегана хала авилар амчсысты Вас. Велкал. У нас самопан, патант, у нас харайские алхракарах хансоз и хархон, конституция реформа атахубха и яхя амат и шахмар базала. И гязал цадзит и обреял вясрука и аз апхис за ноябрем за алс убери со сгуана гала и яхтоп убери аз яхих за амца за бия реформа по алагала по за ам яхих за амцус убери со члом хоп и обачкун что нас ажлар резерч Общественная палата Урусфилохозар Яхяисова Галуги Дауд Валентин Па Агарба убери дала хопа реформа и убери программа Яхама Яхя убери Далаху Акта Далаху и убери Сашломхау убра Янузиги Сазахан. У нас как раз это было совпадало со всеми моими мнениями и мыслями. И, безусловно, это послужило к тому, чтобы я принял участие в наших выборах неочередных президентов. И программа «Козыги Срабхит» يحضروت يفهمنا تاك تخبرني يفهمنا دبرتي واميفا مش تعجي يستبنس بدر زوران طبعا خدروس لوت زارو из badog zarkhum padekha int kara khodan короче не чапхиб голос зарку даре цохот и одехот артиллерия бшуксит гзна избо азар парацу ехапи лабжат тагыл зашома хайнцкот тагыл зашома хомпада аяш згашти ай хабу хода уицшицу антаходз арташукской тагзадан избан из избеха воздаузер ашукской тагзадна пуша деррак хаму хинткар амацаврачу наски хинткар амацавразы рабхицергана рашха юмузру абзибара иха хазы ябраяет гало хара абсужлар иршугуту ажлока ялцыз хау хара хазлыцыз ажлока хайхабацва янугзалаги хажлар рыхчара рейкурхара яйца хзебшо царуква хзырхчот убреганы хеласку янагот еха яйвалозыги уюзалшара рыму вот спяхнткара апекш азнера хажлар рамдвыц азора сгуянагот апыша дыры рыму ехеева голачкунца Езхаб, Хенткара, Пхалагаразы, Сарахаталус из Заузер, а я сейчас хот агранта, мапа цвискон, и выпшим, хажлар, хотарнакцва, аджаринаркна, абыркцва хонза, жамш, жухуш, асипшайц, жирацон, шнагян, ахомыз тынч, атаран, алшаран сырта, наски сходшыз гоша, кысат шоша, сыжлар, хажлар рымадзора схозбауша схоми пызым гадзит хажлар илархо ами яшоп хайзырхо ахацгалара хаузы хазахёб хажлари хэнткари амцазурат табу алейкум сасипам Абзерафемаз хатырское журналистство Абзерафемаз Зеграбха у вас яркашный сход абриаз бара атколара абриавиза Уи дараю водею сразан.
Dara и Mariamist. Statsfjärzinge, Dara и Odejun. Сраубасы сходствуют о политикстве, о кандидатстве. Рзинге уязбара адкалара Dara и Mariamist. Убряконпе сара ибзены сосходствуют, нас свидетельство срасфевют. У ящтах связи сарей, группаты какобе сарей уязбара и хадахкул. Бра загито елыр карцазы, один цифто за русфилги сход. Мы приняли это решение в интересах объединения нашего общества и в интересах стабильности в нашем государстве. Убас яркачный сход. И табу Роберт Штауэргизара Умазарак. Да, я хочу еще пояснить телезрителям, тут я коллегам уже говорил, что вопросы задаются на двух языках, на абхазском и русском, и могут обращаться к каждому, на всякий случай, повторюсь, для наших телезрителей. Вопрос мой, может быть, преждевременный, есть еще более актуальный вопрос, я уверен, зададут мои коллеги. Может быть, рано об этом говорить. Задать. Да, но тем не менее, готовы ли, это вопрос ко всем кандидатам, готовы ли вы признать итоги выборов и поздравить избранного президента, если доверие оказали вашему оппоненту? Опять-таки, вопрос может быть показаться кому-то банальным, но я думаю, нашим телезрителям и мне, в частности, будет очень интересно получить на него ответ. Олег Мсасович, если мы перед этим с Адгура Мирановича начали, может быть, вы ответите? Ну, для меня тут все абсолютно однозначно, здесь двух мнений быть не может. Результаты, признанные Центральной избирательной комиссией, они и есть окончательный вердикт. Поэтому я уверен, что выборы пройдут в конструктивной, спокойной обстановке. Очень на это надеюсь и призываю к этому всех участников этого политического процесса. Думаю, что выборы должны пройти не только в соответствии с буквой закона Республики Абхазия о выборах президента, но и в соответствии с духом, присущим нашей ментальности, без грязных технологий, без этого черного пиара, который, к сожалению, мы иногда наблюдаем в наших выборных процессах. Мы, кстати, опубликовали уже некоторое время назад меморандум, в котором призывали именно к подобному ведению избирательной кампании. Хочу подчеркнуть приверженность нас, наших единомышленников, положением этого меморандума. Надеюсь, что к нему присоединятся и другие кандидаты. И также хочу призвать всех пройти этот сложный и острый этап в нашей политической жизни без проявления агрессии, насилия, для того, чтобы продемонстрировать и нашему обществу, и всем, кто наблюдает с интересом за этим процессом, что Абхазия — это цивилизованное демократическое государство, и даже в столь непростые этапы мы в состоянии избрать законный и нравственно оправданный способ ведения нашей политической жизни. Спасибо. Бадар Зурович, может, вы продолжите? Спасибо большое, Роберт, за вопрос. Не случайно, я думаю, что этот вопрос задан в начале нашей передачи. Безусловно, это очень важный аспект признания итогов голосования. Голосование, которое, как всем известно, проходит всенародно. Это волеизъявление народа. Любой результат этих итогов необходимо признавать. Это однозначно. Я думаю, что все кандидаты с этим согласны. Никто еще и никогда не отбирал победу у народа. А это именно победа народа, когда есть возможность
через свое право реализовать народовластие. В этом смысле мы однозначно придерживаемся норм закона. Даже если подписать кандидатами некое соглашение, которое признается, в рамках которого признаются итоги голосования. Я думаю, что это правильное решение, учитывая напряженность в нашем обществе, такого рода посылы в общество необходимы. Спасибо. Роберт Иванович, продолжите. Конечно, если все говорить в рамках законодательства, если выборный процесс пройдет, конечно, как по-другому. Мы никогда по-другому не делали. Мы будем, я и моя команда, будем признавать выборы. Что касается сегодняшнего этапа до выборов, все зависит от того, как мы проведем. Я думаю, мудрость наш народ не покинула, и всегда и при любых обстоятельствах мы делали и вели себя так, как гласила наша апсвара, и наша жизнь, она это и показывает. Очень важно, чтобы не было никаких в процессе избирательной кампании моментов, которые бы могли бы дестабилизировать ситуацию. Это очень важно. И каждый, кто бы что бы ни говорил, должен, безусловно, осознанно выговаривать свою мысль и доводить до нашего избирателя ту кампанию, которую мы проводим. Это самое главное. Конечно, мы признаем выборы, если это будет все в рамках закона. А как по-другому? Другого я не вижу. Адгурам Иванович, прошу. Спасибо, Роберт, за вопрос. Как известно, я уже не первый раз участвую в выборах президента. В 2020 году по предварительным итогам нами было принято решение поздравить наших оппонентов. Мы приехали в штаб. Вот тогда Бадр Зурович в качестве вице-президента нас там встречал, и Аслан Бжаня в качестве президента. Естественно, мы сделали такой шаг. Этот шаг был направлен на объединение нашего общества, потому как раскол, который продолжается с 2004 года, сильно тормозит наше развитие социальное, экономическое, культурное. Во всех направлениях у нас наблюдается противоречие серьезного характера. Вот этот шаг нами был сделан для того, чтобы попытаться остановить этот процесс, тормозящий наше развитие. Но далее события разворачивались известным образом. К сожалению, все это закончилось событиями 15 ноября. Я думаю, здесь мы об этом тоже поговорим. Теперь, если говорить о текущей выборной кампании. Конечно, мы в рамках закона, во-первых, в рамках закона должна проводиться предвыборная кампания. На сегодняшний день мы наблюдаем серьезного рода провокации. Льется грязь, анонимные телеграм-каналы, какие-то непонятные субъекты находятся в Абхазии. Кто-то представляется политтехнологом, кто-то проводит опросы. Вот все это находится за пределами такого общественного контроля. И непрозрачно все это проходит. То есть, если вот такого рода вещи будут продолжаться, это, на мой взгляд, усложнит нам вообще выборный процесс. Надо исключить. Вот все кандидаты, которые здесь присутствуют, Адгур Хохумал сегодня не присутствует, но и в том числе и он, я думаю, мы все желаем нашей стране благополучия, развития. Мы хотим видеть нашу страну процветающей.
Но так как мы проходим выборный период, выборы же пройдут, а нам дальше жить. Поэтому вот я хочу вот один момент как раз по этому поводу обратить на один момент ваше внимание. Вот вчера буквально вот была ситуация. У нас в Пицунде была прекрасная встреча. Полный зал людей, дружественная атмосфера, люди задавали насущные вопросы о краткосрочных, долгосрочных планах нашей команды. Приходит парень, задает провокационный вопрос. Русский по национальности, как потом выяснилось. На вопрос, конечно, получил нормальный ответ. Потом его ребята остановили, потому что было видно, что явно провокация. И пообщавшись с ним, он им рассказал, потому что ему объяснили, что его втягивают в какую-то провокацию, его используют. Как выяснилось, его туда привез некий господин по фамилии Свижба. Как уже сам Свижба признался, является работником штаба Бадра Зурабовича Гумба. Я уверен, что Бадра Зурабович такие поручения им не давал, но тем не менее, это вот такие вещи происходят. Правоохранители разбираются с этой? Вот мы сегодня обратились в правоохранительные структуры, мы обратились в Центр избирком, то есть это вот такие вещи должны со всех сторон купироваться, потому как у нас и так напряжение в обществе. Дополнительно какие-то вещи делать, которые нас разъединяют, не нужно. Выборы, еще раз повторю, выборы пройдут. Нам дальше жить всем вместе в этом государстве. Это правда или нет, в любом случае точку должны поставить правоохранители, естественно. должны разобраться. Да. Мало ли что человек сказал. Такая ремарка все-таки в продолжение этой темы. Технологи, я не знаю, кто они уедут, но мы остаемся здесь. Если так вот понаблюдать в соцсетях, что сторонники одного кандидата, что другого, второго, третьего излагают свои мысли не совсем корректно. Это, я повторюсь, это представители, сторонники всех кандидатов. Я понимаю, что вы с ними лично не знакомы, вообще понятия не имеете о них. Нет, может Роберт, быть, обратиться... Здесь я с вами не соглашусь категорически, потому что грязь льется в сторону исключительно в большей степени, к сожалению, в адрес нашей команды. Измерять несколько телеграмм. Я считаю, что нужно обратиться мы с вами ко всем, договорились, что мы друга не будем перебивать. Абсолютно верно, хорошо. Вот, поэтому грязь льется исключительно в большей степени в нашу команду. На самом деле вот эти импортные политтехнологии, на самом деле они вредят тем, в пользу кого они предполагаются, какие-то результаты. Поэтому я призываю всех нас, вот здесь сидящих, воспользоваться вот этим моментом, возможностью обратиться ко всем тем, кто нас поддерживает, не использовать такие технологии, не обливать друга грязью. Мы все друг друга хорошо знаем, у нас прекрасные со всеми отношения, у нас нет вот той напряженности в отношениях, нет той вражды, которая вот мы видим накал в страсти в социальных сетях. Поэтому нужно обратиться. Позвольте. Да, Бадра Я свои 3 минуты не использовал. Да. Спасибо Я большое. тоже не использовал. Видимо, животрепещущая Вы знаете, тема. да, я считаю, обязательно необходимо прокомментировать инциденты в рамках избирательной кампании. По поводу политтехнологов говорить не могу. Сейчас нет понимания, о ком идет речь. Но когда наши граждане Абхазии, люди уважаемые, могут себе создать напряженность в обществе, это просто недопустимо. Я полностью согласен с Адгуром Амирановичем. Мы действительно, наше общество разделено. Разделять его еще больше мы не имеем права. Безусловно, все те негативные моменты, наверное, каждый по себе чувствует больше, когда грязь от анонимных каналов льется в каждую сторону. Безусловно, этот процесс не контролируем. Либо контролируем, но уж точно не кандидатами в президенты, это очевидно. А вот когда люди заявляют о тех или иных позициях, которые приводят к противоположным
Восстание в обществе – это просто недопустимо. И в этом смысле мы на каждой встрече, и даже сегодня мы призываем, наш штаб в том числе призывает к сдержанности. Действительно, выборы закончатся, мы сохраним свою теплоту общения. Мы дальше должны вместе созидать, улучшать качество жизни наших граждан. В этом смысле я полностью разделяю эту позицию. Прямой вопрос. Бадр Зуравович. Да. К анонимным телеграм-каналам вы имеете отношение? Исключается. Все. Я единственное хотел ремарку сделать, такую небольшую. Я все-таки схожу из вопроса. Вопрос был задан, то есть мы признаем или не признаем выборы. То есть я думаю, что мы вообще отошли от темы. Если будет такой вопрос, касающийся избирательной кампании, я думаю, мы будем отвечать на вопрос избирательной кампании. Поэтому тогда мы как-то так, я так понимаю. Мы сейчас предоставим слово нашим коллегам. Я думаю, что меня поймут, если я предоставлю слово Манане Михайловне. Сегодня 30 лет Апснопрессу, с чем мы вас поздравляем. Не предоставить, да? Так как я подняла. Ну, раз вы здесь, мы вам предоставим слово. Не сомневалась ни секунды. Вообще не понимаю ваши претензии, Манана Михайловна. Вопрос вы можете задать кандидатам в президенты. Ну, как говорил Роберт, можете задать сразу 2 вопроса, а можете 1, а позже еще другой. У меня вопрос ко всем кандидатам. И, кстати, вот сейчас, отвечая на вопрос моих коллег, вы говорили о том, что наше общество разделено, и это действительно серьезная проблема, которая уходит вот в 2003-2004 год. И во всех ваших программах, во всех ваших выступлениях звучит призыв к единению. И вот мне бы хотелось узнать, на основании какой идеи, концепции, какого-то действия вы видите возможность объединения вот этого немножко, в некоторой степени разделенного нашего народа. Это вот один вопрос. И второй вопрос, он касается тоже актуальный, то вопрос, о котором вы говорите, это вопрос конституционной реформы. Как вам видится вот эта конституционная реформа? Вы сторонники президентской власти или парламентско-президентской власти? Буквально 2-3 предложения. Главные элементы конституционной реформы, если вот, вашей программы. Всем, с учетом того, что мы чередуем начало ответов среди кандидатов, я не знаю, если есть у кого-то желание первым начать. Позвольте я начну, Манана Михайловна. Еще раз позвольте поздравить вас, ваш коллектив с 30-й годовщиной создания Апснопресс. Вы и ваши коллеги действительно в самый тяжелый период времени, послевоенный, были на передовой информационной борьбы. Именно ваша деятельность помогла доносить информацию и до нашего общества, и далеко за пределами. Благодарю вас и всех ваших коллег, выходцев из Апснопресс, а их здесь много. Действительно, на встречах нам часто говорят, задают вопрос, как вы планируете объединить наше общество. Многие задают вопрос, в случае вашей победы, в вашей команде будут ли представители тех или иных политических партий и движений? Безусловно, считаю, что принцип объединения должен строиться следующим образом. Не в рамках раздачи должностей, разделения полномочий. Нас должен объединить один закон. Равенство закона, действие закона в отношении всех и одинаково. Только равенство перед законом может объединить наше население и наше общество. Мы, к сожалению, за 30 лет ни разу не передавали власть от одной политической силы другой мирным путем. И все это нас отбрасывает на десятилетия назад. В рамках такого политического противостояния ни о каком объединении речи быть не может. Перспективы нашего государства весьма туманны, если мы продолжим так бороться за власть. В этом смысле
эти вопросы взаимосвязаны. Здесь необходимо в первую очередь, конечно же, реформирование органов государственной власти. Вы знаете, что проект конституционной реформы, направленный предыдущим президентом Асланом Георгиевичем Бжане, я в свою очередь отозвал. Объясню почему. Считаю, что реформы должны быть более глубинные и основательные. От того, что министра будет утверждать парламент, мне кажется, мало чего изменится в нашей стране. Мы должны в первую очередь формировать парламент по смешанной системе, чтобы политические партии и движения пришли в парламент, убрать напряженность и взаимоотношения этих политических партий и движений с площадей в рамки законотворчества. Я уверен, что взаимодействие разных политических сил в рамках законодательной деятельности принесет больше нам пользы и эффекта. В этой связи считаю, что объединять наше общество необходимо не одними лозунгами, призывами, а реальными шагами. В том числе формирование команды, приглашать в команду специалистов, невзирая на их политические убеждения. Считаю, что такого рода шаги позволят улучшить взаимоотношения внутри нашего общества. И ряд других шагов, которые сейчас, конечно же, говорить о них долго, нудно говорить не буду, но мы обязательно в этой нашей программе отразим. Спасибо. Спасибо. Кто продолжит отвечать на вопрос? Я думаю, вы модерируете это, так это будет продолжаться. Да. Давайте, Роберт Иванович, тогда с вас. Для меня в этом вопросе самое главное — это то, что я за эти 20 лет понял, все то, что декларировалось, к сожалению, не воплотилось в жизнь, и даже, наверное, можно сказать, может, и что-то и делалось, но, в принципе, и попытки не было, наверное, и желания не было этого делать. Потому что такая ситуация, которая возникла последние 20 лет в процессе противостояния политических сил и личностей, она привела нас вот к сегодняшнему результату, еще раз к очередному. И что еще более сегодня оголило вообще все вопросы житейские, которые насущные стоят, и оказались они нерешенными. Для меня важно, чтобы наступила ответственность. И почему я, в принципе, главное, почему я пошел и делаю это осознанно, этот шаг, участвовать в этой неочередной гонке выборной, это то, что нам необходимо все равно уже от декларирования переходить к практике, от теории уже нужно реализовывать. Мы много времени потеряли. У нас уже должны были быть у населения и у наших избирателей совсем другие вопросы, а не те же самые, которые мы задаем уже каждые 5 лет. И то, что у нас никак не сформируется политическая здоровая система, я считаю, что нужно для начала хотя бы, может, мы и хотим какие-то глубокие реформы провести, но сегодня Конституция говорит и предусматривает отрешение президента, но самой процедуры нет. Для этого не нужно глубокую какую-то реформу провести, для того, чтобы сделать хотя бы закон об ответственности президента, то есть законным образом отстранить его от должности в случае его нарушения нашего законодательства. Мы этот вопрос не смогли решить. Конечно, меня побудило участвовать в этой гонке. Это молодые реформаторы, у которых практически уже была готова программа. Она основана на том, чтобы провести эту конституционную реформу, создать баланс. И о том, о чем задал вопрос журналист, мы склонны к президентско-парламентскому правлению, создав баланс ветвями власти. И парламент должен тоже нести ответственность.
и должна быть процедура распуска парламента тоже. И в каких обстоятельствах, и при каких ситуациях. Все это прописано в программе, и мы готовы это воплощать в жизнь уже на практике. Только это одной из главных причин, которая меня побудила. Ну, конечно, и все остальные административные реформы, о которых мы постоянно говорим, об оптимизации, о которой говорим и никак, которая не наступит у нас в стране, в части структуры и в части расходования средств. Ну, почему мы не можем решить много вопросов сегодня? Это, конечно, один из таких факторов – это коррупция. И вот та политическая система, та ситуация, которая сегодня возникла в стране, как раз она создает вот эту всю среду для того, чтобы все вот эти негативные проявления, они процветали. И они процветают. Но на повестке дня сегодня, к сожалению, все остро стоят вопросы. Ну, все стали остро вопросы. Роберт Иванович, время. Простите, еще вопросы энергетики, здравоохранения, образования, закона об образовании нету. То есть мы настолько завязли в этой политической борьбе и борьбы за власть, за должность, за ресурсы, что мы забыли о всех других вопросах. 30 лет страна развивается без закона об образовании. Это если устраивает, будем так дальше продолжать. Гурмин Иванович, продолжите. Да. Анна Михайловна, поздравляю вас с юбилеем. Спасибо за интересный вопрос. Какие идеи должны объединять абхазское общество? Какие идеалы должны объединять абхазское общество? Я бы так ответил. Это в первую очередь, если мы говорим об обществе, а не системе исполнительной власти, парламенте и так далее, об обществе, в широком понимании этого слова. Это, естественно, наша культура, наша история, наш кодекс Апсура. Вот общность нашей истории, общее видение нашего будущего. Вот это должно нас объединять. Ведь если говорить о нашей истории, она наполнена трагическими сюжетами. Мы должны объединять людей, еще раз повторю, на базе общих идеалов. А что касается объединения политических разного рода партий, общественных организаций, политических движений, это немножко другое. Что касается этого направления, конечно, мне видится, что для объединения всех здоровых сил, потому как всех объединить невозможно. Ну, невозможно коррупционера, откровенного, явного, объединить с человеком, который хочет трудиться и работать на благо государства. Правильно? Что у них может быть общего? Поэтому для того, чтобы объединить все здоровые силы, для этого необходимо целеполагание, нужна программа, нужно общее видение будущего. Тот путь, по которому мы идем. К сожалению, до сегодняшнего дня и абхазское государство живет и работает без плана. Единственный план у абхазского государства — это индикативный план и государственный бюджет на 1 год. У нас нет общей программы или, скажем так, институтов, жизнедеятельность которых дольше жизнедеятельности той или иной политической команды. Вот вы обратите внимание, даже вот если мы все говорим о том, что приоритет для нас сельское хозяйство, аграрный сектор, развитие туризма, ну и ряд других отраслей. Но даже только если говорить о сельском хозяйстве, невозможно развивать сельское хозяйство, не имея горизонт планирования 10-15 лет. Соответственно, 10-15 лет — это 2, а то и 3 политических цикла. Правильно? Вот 5 лет один президент, следующие 5 другой президент и так далее. Соответственно, если программы, государственная политика в тех или иных отраслях не будет утверждена, извините за такое слово, зацементирована, то и развития не будет. Тогда вокруг чего объединяться? Можно до банальных примеров, там кто-то говорил, что чай — это колониальная культура. Помните, да, было? До этого Сергей Васильевич говорил, что чаю надо помогать. Я, кстати, с ним согласен. Вот. Потом
потом как многолетние насаждения пошли. Потом, значит, власть поменялась, эти многолетние насаждения оказались не нужны. Я сейчас говорю без какой-либо иронии на самом деле. Невозможно одно дерево вырастить в селе за 3 года. Нужно увеличивать горизонт планирования. Вот когда мы все вместе, а для этого нужно сильно потрудиться. Вот когда мы будем говорить о своих планах, у нас есть проект первого указа президента, и мы намеренно там включили только краткосрочные шаги. Так как у нас есть свое видение будущего, мы работали вместе над программой 25 шагов, мы работали с Центром стратегических исследований над стратегией, но для того, чтобы вот та программа, которую мы собираемся утверждать, имела силу и объединяла всех, мы будем привлекать все общественные и политические движения для того, чтобы они могли участвовать в разработке и принятии этих решений. Я считаю, что именно вот такие идеи по общему развитию и видению будущего должны объединять. Но еще раз повторю, не бессмысленно стремиться к объединению всех со всеми. То есть у людей разные целеполагания, разная мотивация. Есть государственники, с одной стороны. Есть некие, вот даже вот сейчас за последние 5 лет мы видели открыто, что проводилась, откровенно говоря, антинародная политика. Вот назовем мягко неолиберальный курс. Не хочу вас перебивать, но время. Почему-то вы не хотите, но только меня перебиваете. Нет, я Роберта Ивановича тоже перебила. Неолиберальный курс, который включал в себя такие эпитеты в адрес внешних держателей крупного капитала. При этом, значит, нам необходимо делиться частью суверенитета. Мы сами ничего не можем. И так далее по списку. Сейчас не вижу смысла все это перечислять. Вот с такой программой и с таким подходом, как можно объединить людей, которые видят, что государство должно быть суверенным, сильным, независимым, что энергетическая система должна оставаться в собственности государства? От Гурамяна эти вопросы еще будут. Извините меня, но я должна буду вас остановить. Спасибо. Да. Следующий Давайте вопрос. мы будем чередовать русский и абхазский. Сейчас на абхазском языке... Я еще не ответил на этот вопрос. Ой, извиняюсь, с большим извинением. Сатам... Спасибо. Зинаида Терентьевна, вообще без вопросов Это отношение к абхазскому языку некоторых наших коллег. Да. Я постараюсь уложиться. Олег Александрович. Постараюсь уложиться. Я уже поздравил Манану Михайловну, поэтому перейду сразу к сути. По поводу раскола в нашем обществе. Просто фатальные формы это принимает, к сожалению. Мы 20 лет живем в состоянии постоянного политического стресса. К сожалению, вот реальность такова. Я уже приводил сравнение, оно мне кажется удачным, повторюсь. Мы похожи на людей, которые, проживая в стеклянном доме, когда ссорятся, бросаются друг друга булыжниками. Вот это наша сегодняшняя ситуация. И она продолжается уже длительное время. Раскол, отсутствие единства, к сожалению, оказывает серьезное негативное воздействие на наше общество и государство в целом. Я соглашусь с Робертом Ивановичем в той части, что очень много деклараций, мы их слышим каждую предвыборную кампанию уже на протяжении многих лет. К сожалению, все ограничивается только призывами и лозунгами. Я не знаю другого рецепта, кроме как личный пример. Это лучшее, что возможно придумать. Вот мы сделали небольшой шаг. Удачный он, станет ли он примером для подражания или нет, покажет время и покажет практика. Единственный критерий истины. Мы с Адгуром Патовичем Кокоба, условно люди, принадлежавшие к разным политическим командам, на протяжении многих лет попытались продемонстрировать нашему обществу и политическому классу то, что
объединению нет альтернативы, если мы хотим говорить реально, а не только продвигать лозунги и декларации. Я понятия не имею, насколько успешен будет этот эксперимент. Мы не наивные люди, и, к сожалению, даже не юные уже, поэтому в полной мере осознаем, что это очень сложная задача, и быстро и легко ее не решить. Но, по крайней мере, продемонстрировать то, что нам совершенно неинтересно, из какой команды тот или иной специалист, управленец, вообще неинтересно совершенно. Кто в каком году голосовал за какого кандидата или поддерживал какого президента. Это пагубный путь, который ни к чему не приведет. Мы попробуем сделать такой шаг. Те, кто придут после нас, возможно, продолжат, а может быть и завершат этот процесс. Но альтернативы этому нет. Нет единства, нет успеха для такой небольшой страны и немногочисленного народа. Что касается реформ, скажу в двух словах. Когда я начинаю слышать про всеобъемлющие, тотальные, глобальные реформы, у меня первая мысль – жди беды. Поэтому думаю, что точечные, постепенные, экспертно обоснованные, выверенные решения – это также почти единственный путь. Что можно сделать? Первое, что приходит в голову. Да, соглашусь, что партийно-мажоритарная система должна прийти в нашу выборную систему, в парламент. Это повысит и ответственность, и, я думаю, станет определенным фильтром для качества нашего парламентаризма. Кроме того, все-таки думаю, что за неимением возможности провести реально всеобъемлющие тотальные реформы, то делиться полномочиями со стороны исполнительной власти в пользу законодательной – это нормально. Парламентарии могли бы взять на себя функции, мы могли бы им это делегировать, утверждение руководителей министерств, отдельных ведомств и так далее. Вот это реальный путь. Разговоры о том, что мы сейчас в одночасье все изменим, для меня они не представляются реалистичными. И ряд еще каких-то шагов, которые могут значительно оживить ситуацию во многих сферах. Это не отменяет того, о чем говорил Роберт Иванович, о серьезной реформе, большой серьезной реформе, но начинать нужно не через 5 лет, когда избранный 15 февраля или чуть позже президент начнет задумываться о втором сроке, а прямо желательно побыстрее и немедленно. Вкратце так. Спасибо. Уточню, это было 2 вопроса, и поэтому вы отвечали больше 3 минут, почти 6 минут я каждый. на второй вопрос не ответил. Да, но вы 6 минут использовали свои. Простите, я думаю, этот вопрос еще отдельно прозвучит. Давайте перейдем. На абхазском языке Шеридочта газета Апсна, Шерида Торчу. Кандидат Шазыгишаш. Алхрақәа ҳәа ирҭагӡаны аҳәаақәа иахьа араионқәа шәырҭаауеит, ақалақьқәа шәырҭаауеит, ақыҭақәа шәырҭаауеит, шәуаажәлар шәалызхуа. Хымԥада шәаргьы шәапрограмма рызнажәгоит, аха даргьы ргәалақәа, рыпроблемақәа шәаарымҳәакәа иҟаӡам. Ара проблемақәа зегьы шәрылацәажәартә еиԥш уи иалӡӡом, еилкаауп, аха лкаақәак шәхазы иҟашәҵазар акәхап, еиҳа еиқәҿызҭуа апроблемақәа ақыҭараҿын, аума ақалақь аҿоума ауаа ирымоу апроблемақәа, убри шәзынлкаак ҟашәымҵакәа шәыҟам. Убарҭ азҵаарақәа рыӡбара шәылшома, иаҳҳәап Аԥсны ахадарахьы шәалырхыр. Аҩбатәи азҵаара насы абра бызшәа азҵаара сымҳәар ауӡом. Уи ихадоуп ҳәа сгәы иаанагоит. Иахьа ҳарҭ аԥсуааи, аԥсуа бызшәеи, ус иуҳәар ауазар аҭырџьман даҳҭахо аҟынӡа ҳнеин ҳаҟоуп, аӡәгьы игәы иалымсааит, аха иҳамоуп апрограммақәа маҷымкәа, иҳамоуп абызшәа закәан ҩнызқьи быжьба шықәса рзы иҳадаҳкылаз, уаҟа насы конкретла иарбоуп инагӡатәқәоу, жәаба шықәса рзоума, жәохә шықәса рзоума, уи макьанас иахьа ус шауа ижәбоуп. Аԥсуа бызшәа аԥхьаҟа арҿиаразы
Ақьаад акәымкәа конкретла аус аҿы ишәҳәарц ишәылшои? Абри ауп ҩ-зҵаарак сымоуп, иҭабуп. Ҩ-зҵаарак ус анакәха ф-минуҭк зҵаарак рҳәазар, ф-минуҭк рҟынӡа зҵаарак так аҟаҵара шәылшоит. Олег Стасович, давайте вот с вас начнем. Извините, перед этим я забыл. Я только что отвечал. Ничего, чтобы я вас потом не забыл, то перед этим так получилось. Это пассараз. Один сифт зарурус филатакасад. Я думаю, что проблемы сельских районов, так же как и вообще инфраструктурные наши проблемы, это проблемы самые значительные, самые сложные. К сожалению, тех усилий, которые сегодня оказывает государство нашей страны, носят совершенно определяющий характер. Если не будет развития сельских регионов, то мы будем жить в несколько иной стране, в несколько иной Абхазии. К сожалению, мы недалеки от этого. Инфраструктурные подвижки и специальные программы, направленные на развитие, на удержание наших людей в селах, я думаю, для меня это очень чувствительно, очень важно. Что касается развития языка, то здесь также, я думаю, проблемы во многом кроются в экономике. Когда различные программы финансируются по остаточному принципу, то трудно ждать результатов. Думаю, совершенно по-иному надо подходить к этим вопросам. Не нужно ставить глобальных задач, надо начинать хотя бы с малого для того, чтобы это приняло распространенный широкий характер, и тогда, я думаю, через небольшое время мы увидим результаты. Весь мир идет по пути этого упрощения и создания широкой сети, которая позволит, начать, по крайней мере, решение этой проблемы. Топ. Акарипсо абразара устаз табуб дараӡа резӡаразы иахьа ҳахнеио ақыҭақәа ҳауаажәлар ҳахрыло ҳаиашашәасоуп алхратә процесс ҳалагаанӡа сгәы иаанагон иаҳа сызхәыцуан иаҳа зҵаарақәас иҳарҭари ҳауаажәлар ргәы иҵхои еиуеиԥшым аҭагылазаашьақәа апроблемақәа ҳарҭ ибзиаӡаны иаҳдыруеит, аха ҿыцла ҳара иаҳбари ганс азнеишьа иаҳбари ҳәа сгәы иаанагон иаҳа асоциалтә ҭагылазаашьа, ауадаҩрақәа, афункциалашара, аӡы, амҩа, еиуеиԥшым проблемақәа ҳарҭап ҳәа. Сара исыздыруам сҩызцәа аиԥыларақәа хрымоу даҽакала иҟоу, ҳара ҳхеиԥыло, ҳауаажәлар ргәы иҵхо, ҳара акзаара ҳамам, ҳбызшәа аҭагылазаашьа, уаҵәтәи аҳәынҭқар аԥеиԥш, ҳарҭ ҳажәлар еиуеиԥшым адаҟьа ауадаҩқәа ихысхьеит, ирдыруеит арҭ азҵаарақәа ихадароу зҵаарақәаны ишыҟоу. Убри аганахьала ҳажәлар ргәы иҵхо азҵаарақәа иаҳзымдыруа ҳаҟаӡам, ҳрыланхоит, ҳпроблемақәа иҳамоуеит, ҳзеиԥшуп, аха дара иаадырԥшо ҳажәлар ахдырра аԥеиԥш, аиаша шәасҳәап, даҽазныкгьы агәра ҳнаргоит, ҳара иналкаан акәымкәа ҳԥеиԥш зегьы ҳажәлар зызхәыцуа. Убри аганахьала ҳԥеиԥш анаҳҳәо аԥхьа инаргыланы абызшәа зҵаароуп. Иахьа ҳбызшәа зҵаарақәа хьысҳауп. Абра иҳашәҭыз азҵаара ақыҭа ҿыц аҭагылазаашьа иҟоит, насгьы азҵаара абызшәа аиқәырхара азҵаарақәа дара еимадоуп. Ҳқыҭа ҳазегьы ҳдыруеит, ҳара ҳкультура, ҳдоуҳа, ҳқьабз, ҳахәныҟәгашьа, аԥсуа иҭеиҭԥш, абри зегьы аанханы ихыҟоу иахьа ҳқыҭаҿоуп, еиқәырханы ихыҟоугьы ҳқыҭаҿоуп. Абызшәа зҵаарақәа ҳанрылацәажәо, иахьа ҳбызшәа аҭагылазаашьа даараӡа иуадаҩуп. Иахьа иҟоу ижәбоит атехнологиа ҿыцқәа, ахархәагақәа ҳара ҳҿар
акыр ирԥырхагоуп абарҭ атехнологиақәа. Ҳзаҿагыларым аҳәынҭқарра алшара амоума, ас еиԥш иҟоу атехнологиақәа арҿагылара аамҭа иашьашәало аҭагылазаашьа аԥҵара. Хымԥада мап, уҩыза алшарагьы аҳәынҭқаррагьы амоума атехнологиа. Аха ҳарҭ иҳамоуп амаругақәа ҳхы иаҳархәаша. Иахьа ахәбатәи акласс аҟынӡоуп аԥсуа бызшәа ахәҷқәа ихыӡырҵо. Иҟоуп амаҭәарқәа ихацҵатәу ажәеиза аҟынӡа. Гхак ҳахьаат агьоурым, уи ҳариашоит. Аха убри амҩа ҳақәымлар, ҳбызшәа, ҳашколчкунцәа ажәеиза класс аҟынӡа иныҟәрымгар, иара ала ахәыцрагьы иаҟәыҵоит, егьырхашҭуеит. Нас аиаша шәасҳәап, хәҷык ҳхгьы ҳжьо ҳалагеит. Абызшәа ззымдыруа ашколқәа иоуҳашьҭуеит ахьтәы медалқәа рыҭаны. Иашоума? Нас ҳанцәажәо, ҳалацәажәоит абызшәа зеиқәырхатәу. Ахәҷы еиликаароуп, абызшәа иззымдырыр аҳәынҭқарраҿы аԥеиԥш даара ишуадаҩхо. Амчраҿы анеираума, ахархәара аганахь аума, ҳауаажәлар арылага. Убас иҟоу азҵаарақәа ахаҵгылара аҭахуп. Ҳбызшәа азҵаарақәа иаҳԥырхагоу даҽак шәасҳәоит. Сара акультура аминистрраҿы аус анызуаз, усҟа сыдскылт аԥсуа бызшәашҟа аиагара ашәҟәқәа реиҭаны иааира акультура аминистрраҿы. Аԥсуа культура аминистрра аҟны урысшәала ашәҟәқәа еимаҳдон. Ас еиԥш аҳәынҭқарра ҳзышьақәыргылаӡом. Сара усҟан аҳәынҭқарра ахадара ишҟа акандидатра сцот ҳақәӡам изыҟасҵоз, акалс ҳақәӡам изыҟасҵоз, ҳбызшәа аҭагылазаашьа еилкааны исҭахын сара исылшо анагӡара. Абра шықәсқәак ирҭагӡаны аҳәынҭқарра ахада ихаҭыԥуа исахьынӡаҟаз, ари азҵаарақәа хаҭала аӡәгьы исыдимҵӡеит, аха сызхьаауп, издыруеит аҭагылазаашьа. Еиуеиԥшым ҳара ҳажәларҿы амаҵ зызуа абызшәадырыҩцәа срыԥхьон, иаазгон, аиҿцәажәара миԥаҳгон. Иалскааз шәасҳәоит. Ҳара хаз-хазы ахәыцшьа абри азҵаараҿгьы иаҳԥырхагоуп. Ҳбызшәадырыҩцәа ааидгыланы ирзлымхӡеит мҩак ҳазегь ҳазнылаша. Аӡәы ииҳәо, аӡәы иашам ҳаизиԥхьаӡоит, аӡәы ииҳәо даҽаӡәы иԥиргоит. Абри аҿгьы иаҳныԥшоит ҳара акзаара ҳамам ҳбызшәаҟнгьы. Убри аганахьала сгәы иаанагоит ҳара ҳзызхәыцо, ҳазлацәажәо, милаҭҵас ҳаиқәзырхо ҳбызшәоуп. Ари азҵаарақәа ԥхьыргыланы азнеира аҭахуп. Иҵегь иҟоуп аметодикақәа ҿыцқәа алагарала. Ара уажәы хықәкыла сызнеиӡом, аха сара иалзгаз сгәаанагара шәара шәҟынӡа иназгоит, ҭабуп дараӡа. Иҭабуп азҵаара азыҳәан аиаша бҳәеит. Сара салагоит нас аԥсуа бызшәа азҵаара. Иахьа даараӡа уи хыхьынтәи ҳалагароуп. Иахьа аҵаҩцәа рыда ахада ида аԥышәа аӡәгьы иҭиӡом. Абызшәа аганахьала. Аха азакәан ишаҳәо ала, иахьа аԥышәа ирҭироуп ачинуаагьы, адепутатцәагьы ирдыруазароуп. Аԥсны Жәлар Реизарахь ианцо даргьы ирҵароуп, аԥышәагьы ирҭироуп. Аԥышәара ҭабуп. Иахьа ахьынцәажәо азыҳаноуп, уиаҟара азин бызшәагьы ҳаздырӡуама, аекономика бызшәагьы ҳаздырӡуама, политика бызшәагьы, нас са схатәы сҳәоит. Егьырҭ нас аҷкәынцәа ирдыруазар акәхап, аха са стәы сҳәоит. Иахьа азакәан аҳәынҭқарра бызшәатәы ишаҳәо ала, иара азакәанқәа, апроектқәа иаԥырҵо, икьыԥхьын иҟоу ԥсышәала ишьақәырӷәаны иҟалароуп. Нас урысшәалахь иҭаганы уигьы ишьақәырӷәаны иҟалароуп. Избалашәоит, апарламент аҟынтәи иҿырҭит аконтроль палататә азакәан иҭаугароуп. Иҭазгоит, аха ишьақәырӷәаны иҟасҵода уи. Уи нас аредакциа иаҳҭеит Борис Каџьаиа
Тайгет Махер Гяйтит Аха Уи Хахопе Тазгас Аха Яра законума нас яшын итахгама итахамгама яхаздырцу. Уи аус аудзом аха акы абырженас закон сапхон. Уи орусфилаги кепхеньо юнио. Апсышала и симбадзит яра закон яна янзана. Хаубри гвастец ранас орусфила сход. Если какие-то споры сегодня возникают, то в русской версии, если мы спор не можем разобрать и прийти к истине, то включается абхазская версия. То есть она считается главной версией. Аха. А закону бусехот. Яра и хаду а версию. Аха и ацамы. Изысху убри хахимпи халагаро. И ладаю по усай. Аха. И опа филология факультета, бигяопа, академия наук, гяоп, зигеоп, зигехамоп, просто усадул и шохто. И аматарку школа апсо школ корча, ахпа две классах вансу и матарка анход, апсо бсшветпи, апсо литература. И гирта матарку и алы, география, и таганы обхасопаха, яла галату. Рытату, Ирцару, Уанас, экономика бесфеги, Рцояла год. А Турх, Апсо Турхки. Есть мировая экономика. Ну хорошо, ну будем ее изучать на русском. Ну, абхазскую историю можно же пройти курс. Нас Апсо школа же псыфила Иуцар, Халам Шадзо, Яра Турх бесфеги, Ибзены, Яхдыру Хаалот. Убус хочу. Нас айныги хача Европ сушила. Сала нагал это с минутку гицот. Сара ай. И актуя старый сыптаз и хаптаз ай. Ария уже хакшу тапсынра, уже нас амрагылара ганах сан акытакорах. Апхе салагет отсхыда кытакынпи сасахи сахядзас нас саб дахинхоз сабдуис сандуи ва астара сырым тадзи нас с гамзарер тагдзамыз и какие зиги бзёпр это аха санры хопш амя сана хопш функция гана хяла ва хопш зиги нас яра Адзы шрымам ездырует и радшоповуску. Аха урусфила янысхоз, искинь гяб обрялых рука яналагу, убря сараку, сарай шейлы сказала, а сараку шиха зыхол. И шиха зыхол пуртар цараку. Эй, та яцлы, саробуз гуянагун, знака заганаха, уанза. Я пожалел, что раньше столько я не ездил по Абхазии, и, к сожалению, сегодня ситуация такая. Псыфилах гозар ицбазам, акыта анхамия усква. Апсо бусфетчарц, аламас, акябыз, хакультура, и анхаз яхтахызар. Хакытаква рахайхаро, рымяква ахцаро, рафымцева шара харчейро, рыцква аларо, ашколкуги аларо, абрижи паквач ханааз, сгвабхет, бахчаза ахцозар, детский сад, если сделаете, с Гуяна, говорит, нас саховши там я опа, школ бзеги, гылоп, а спортплощадка ги рымоп и уи эйсхарету. Уанза, асара, убря сара, аку гыла зарехя, значит, ну, ахучку геоп и лышкаетесь. Спасибо. Продолжите. И табу пассара. Хаштаз абсубас фягана хала. Нас это глаза еще. Марицимаха. А я сейчас побри
ну, џьыкәы-џьыкәы зынӡаск акымзарак ҳаламшазшәагьы инцәажәо саргьы убас исҭахӡам аиаша шәасҳәоит. Иҟоуп ҿырԥшыга бзиақәа. Ҵыԥхақәа, ҵыԥхцәа сгәалашәома, абраҟа ақалақь ахәбатәи ашколаҿ ҳаан, аиааира мш иадҳәалаз аныҳәа мҩаԥыргон ахәыҷқәа. Ирҭбааны апрограмма рыман, урыс жәак мҳәакәа апрограмма мҩаԥыргеит, убас иԥшӡан, убас иҳаан, ашәа рҳәон, ажәеинраалақәа еиҭарҳәон. Убас угәы зҳаратәы аҭагылазаашьа убра избеит. Нас иҟоуп, ҳәап насҿабжәабра Аҟәа ахәыҷ баҳча алашара. Уи аҭагылазаашьа дара ицәгьоуп ари ахәыҷ баҳча. Ахәыҷқәа убрагьы аныҳә рыманы сааԥхьара сырҭеит, ҳара излаҳалшауала нас ацхыраара ҟаҳҵоит, ныҳәак рыман ҳнеит. Ахәыҷқәа убас ԥсышәала ицқьаны ицәажәоит. Насгьы аиҳараӡак изгәаԥхаз аԥсуаа рыдагьы аерманцәа, аурысшәагьы ԥыҭҩык алан, убра ԥсышәала ицқьаны ицәажәоит. Фон ҿыц ахәыҷ баҳча буҳәозар, даара иҿырԥшыганы иҟоуп аԥсуа бызшәала, мацарала ауаа ахәыҷқәа рааӡоит. Изхысҳәаауа иҟоуп иҳалшаз, иҟоуп иҳаламшаз. Нас абра саԥхьа иқәгылаз сҩызцәа рҳәеит, нас иҟоуп аҳәҳәо еиқәымшәара уагьы. Аметодологиа ҳԥсахроуп. Иахьа иактуалу адунеиаҿ, иахьа иактуалу убри ҳадаҳкылароуп. Избан акәзар, нас исаҳаут убас аҩны аԥсышәала ицәажәароуп, ани аби ирыдырҵоит, абри ԥсышәала шәацәажәара, аха уигьы иашоуп, нас ԥсышәала урацәажәозар бахәыҷқәа, аха абыжә иҳәозар, сара сани саби ангылз бызшәа рыздырӡом, аха сара исымҵеи. Уи иаанагоит, иактуалу аметодологиала удукылар, уи абызшәагьы ҵара маншәалахоит. Агьирахь ақыҭақәа уи ихьоугӡам, иаша шәасҳәап, хәышықәса рыҩнуҵҟа иҟаӡам аԥсуа қыҭа ҳхымнеиц. Нас ари аполитика унаҿу унеиуеит, уааиуеит, ауаа ргәаанагара еилукаароуп, иаҳҳәап уажәы ишәгәалашәоит абри апартаментқәа зҵаара анцәырыргаз, нас аҵыхәтәи аиқәшаҳаҭраума егьиума, нас ҳара ҳхы иааҭашәо акәымкәа ауаа ҳнеины ҳразҵаауан. Ақыҭақәа рҿы нас лассы-лассы ҳнеихьеит. Аха абри алхрақәа раан игәазцаз абри иоуп. Нас иҟоуп иеиуеиԥшым апроблемақәа, шәижәдыруоуп, нас ишәасымҳәаргьы ижәдыруеит, фымца алашара иадҳәало, амҩа ыҟам, аӡы, нас ашкол, ахәыҷ баҳча иҟоуп апроблемақәа. Нас дара рхы зланыҟәаргьы рымаӡам, аекономика аганахьалагьы. Даара аҭагылазаашьа цәгьоуп, ԥҳәыс даазымгаз рацәаҩуп, нас уб зегьы иҭҳәалоуп. Аха абыржәы умашәа избит сҳәаӡом, избан акәзар сыжәлар ибзиаӡаны издыруеит, ажәлар иаҿоума, ақалақь аҿы аиԥыларақәа, абас ауаа ирзеиԥшны абас зҵаарак шәырыргоит. Ҳаԥсадгьыл шәымҭиин, еиқәшәырха, убри ауп ирҳәо. Абри хәышықәса аҩнуҵҟа иҟаз аполитика даара иаршәеит ауаа. Убри ҳахнеиуа хаблагь ирҳәо убри ауп. Ҳаԥсадгьыл шәымҭиин, ҳаԥсадгьыл еиқәшәырха. Наҟынтә иааганы амал харзаман змоу ара Аԥсны иалаҵаны ҳадгьылқәа иреиӷьу рыҭаны, уи иашаӡам. Уи иашаӡам, избан акәзар, иахьак ҳаламшазаргьы ҳахәыҷқәа ирылшап. Ҳахәыҷқәа ирылымшар, урҭ рхәыҷқәа ирылшап, аха ари адгьыл аӡәгьы иаҳҭар азин ҳара иҳамаӡам. Убри ауп иахьа ҳара ҳахнеиуа, нас сҩызцәагьы ауаа ирацәажәоит хәымԥада, аха ҳара ҳахнеиуа, убри азҵаара аԥхьа идыргылоит. Афымца алашара, амҩа, аӡы, егьи, уигьы ҳалацәажәоит, еилкаауп, нас уи иактуалу проблемоуп, аха уи аанаскьаганы абри иаҳараӡак ауаа иалацәажәоит. Убри аиаша шәасҳәап, ганкахьала даара сгәы иахәон саауп. Ҳажәлар ҳаҭыр пату змоу даара иҟәышуп, даара абри атәамбара аарԥшны ҳажәлар рганахьара, ацәажәара иашаӡам. Абри хәышықәса рыҩнуҵҟа уажә сара критика ҟасҵо дҳақәӡам, аха фактоуп исҳәо. Аԥсны хадас иааз қыҭак аҿы днеины, ақыҭа ааизганы, шәаангыл иҟалозар.
акыта каджнейна шишпао и ахцари хабашус ха дармассади. Акыта анышни он. Акыта апсуа кыта хчудзер хапсанаги хчудзу дизбанагузар цейчвас и хамуиха на сабрятуры халваховшис. Нестор Лако, Байома Баграченко, Байома Владислав Григорьевич, Йома, ну, Сергей Васильевич, Йома, Рызык, акыта ялца срол. Айбышранги, айбкидымгуа, акыта ялца зачкон чапхигылан, айхарадзык. Акыта, апсуа кыта, излахал шуала, иштахру, хрыцхрару пава, яхал шузыги, ахцару. Анны Лузом, Саташамцан. Спасибо большое за ответы. Исхертиста хусатки хана хақу по эфиру, что видео зараз тихо. Хусатка герашин хузбуцара, ицеги шоу и там, то что зара куртака пацара. Изида Терентьевна. Не буду нарушать пока вашу идиллическую картинку, вы продолжаете. Я думаю, что зрители в восторге. Этого вы знать не можете и не перетягивайте на себя одеяло. Наши главные герои кандидаты, мы хотим их выслушать. Я вас прошу. Да, давайте другому. Кто желает Ради задать Бога, вопрос? здесь множество желающих. Давай. Первая из которых я увидел, Марьяна Котова подняла База ТВ. Здравствуйте, дорогие кандидаты. Марьяна Котова, База ТВ. Первый мой вопрос к Бадре Зурабовичу. Бадр Зурабович, вы сегодня в качестве руководителя координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта встречались с Сергеем Кириенко. Насколько я понимаю, что это нарушение 10 статьи закона о выборах, согласно которой вы должны были уйти в отпуск и уже не исполнять должностные обязательства. Скажите, пожалуйста, как так вышло и считаете ли вы, что нарушили закон? Спасибо большое за вопрос. Почему вы считаете, что проходило заседание штаба? Я, как человек, который на протяжении этих лет реализовывал, осуществлял контроль за реконструкцией главного инфраструктурного проекта последних десятилетий, вы знаете значимость, значение реализации этого инфраструктурного проекта, был там, как человек, который обладает информацией. Для меня важно было донести в том числе то, что реализовано до наших российских коллег. Вы знаете о том, что такого рода договоренность достигнута была не просто так. Это самая главная инфраструктурная реализация проекта, которой мы добились. И контроль за осуществлением деятельности реконструкции, безусловно, я не оставляю ни на минуту. Пользуясь случаем, хотел бы сказать о следующем, что информирую вас. Наверняка вам больше интересно должно быть то, что происходит там, нежели кто присутствовал. Информирую вас о том, что в ближайшее время пройдет тестовый полет, долгожданный тестовый полет, которого мы ждали на протяжении 30 лет. Я считаю, что это большой успех, успех нашего народа, достижение для нашего государства. Реализация такого рода проектов для нас очень важно. Что дает нам реализация такого рода проектов? В первую очередь, это, конечно же, привлекательность нашего государства, создание дополнительной налогооблагаемой базы для нашей экономики и бюджета, создание рабочих мест, увеличение потока туристической направленности. Я уверен, что вас эти вещи больше интересуют. Что принесет нам такого рода проект? Уверен, что такого рода проекты и дальше будут реализовываться на территории Абхазии. Мы создадим все возможные условия для привлечения к реализации такого рода проекта. А что касается встречи с должностными лицами, Адгур Амирович, если мне память не изменяет, буквально общался с руководителем Приднестровья. То есть такого рода общение, оно не ограничено. С президентом. Да, президентом Приднестровья. Так что в этом никаких проблем и сложностей я не вижу. Спасибо большое. Можно вторым вопросом право второй вопрос задать тоже?
И второй вопрос ко всем кандидатам. Какие приоритетные направления вы видите в отношениях с Российской Федерацией и как должна Абхазия себя повести по отношению со своим стратегическим партнером, чтобы все-таки дружба между двумя странами выглядела как движение, как дорога с двусторонним движением? То, что делает Россия для нас, мы видим, что мы можем предложить, что каждый из вас предложит Российской Федерации, если вас изберет народ Абхазии президентом. Спасибо. Ангур Амирович, может, вы ответите? Пожалуйста, сейчас отвечу. Российская Федерация является нашим союзником. Это неоспоримый факт. Конечно, мы будем и должны руководствоваться в первую очередь нормативно-правовой базой, которая есть между нашими странами. Это в первую очередь соглашение 2008 года базовое и соглашение 2014 года, и вытекающие из них другие соглашения. Там по реализации положений, которые вытекают из этих соглашений, целый пласт работы, которые необходимо реализовать. Я могу привести примеры. Это совместные усилия по охране государственной границы, это соглашение по объединенной группировке войск, это и соглашение в части социально-экономического развития, это и соглашение от 2009 года, кстати, о поощрении и взаимной защите инвестиций между нашими странами. То есть есть большой пласт вопросов, которые мы еще до конца не реализовали. То есть потенциал взаимных экономических, социальных, культурных отношений, мы его еще до конца не использовали. Что касается того, что вот я не могу об этом не сказать, что сейчас в последнее время идут разного рода инсинуации, в том числе, к сожалению, когда экс-президент позволял себе выступать на федеральных каналах Российской Федерации и безосновательно обвинять часть своих граждан в том, что они прозападные, работают на какие-то спецслужбы и подобного рода безосновательные вещи. Это и сейчас, кстати, происходит, мы видим в разного рода публикации. Нужно понимать, что в погоне за тем, чтобы побороть своих, скажем так, оппонентов, вы разрушаете основу, которая создавалась трудом, потом и кровью десятков поколений. Поэтому, когда мы говорим о абхазо-российских отношениях, они должны быть прозрачные, они должны быть честные и открытые. У нас не просто межгосударственные отношения, у нас братские отношения. Мы, на минуточку, все вышли из одного общего государства, в котором прожили почти 80 лет. И это нужно иметь в виду. Поэтому, когда мы строим отношения с нашим главным союзником, мы должны руководствоваться вот этими принципами. Неприемлемо, когда глава государства подписывает документы за спиной собственного народа, берет на себя обязательства, которые выходят за рамки его конституционных даже полномочий. Вот план гармонизации, который был подписан в 2020 году, там были взяты полномочия по принятию законов. Брал эти полномочия на себя президент. То есть у нас принимает законы парламент, это законодательная ветвь власти. И вот это вводило в заблуждение, в том числе и наших партнеров. И все это привело к тому, что мы сегодня имеем. Поэтому я считаю, что настало время в какой-то степени, опираясь на базовые соглашения, перезагрузить наши отношения. Наши отношения, еще раз говорю, должны быть открытые, прозрачные, понятные, последовательные. И народы двух стран должны понимать, к каким общим целям мы двигаемся. Никакой кулуарщины в наших отношениях быть не должно. Это противоречит как культурному коду русского человека, так и противоречит культурному коду абхазского человека. Вот это мы должны иметь в виду. Завершили мысль. Роберт Иванович, ответьте на вопрос. Все верно, как сказали участники сегодняшнего диалога. У нас
с Российской Федерацией заключены базовые договора о дружбе и о стратегическом партнерстве. И в рамках этих договоров, их реализации у нас много что нужно, безусловно, делать и сделано. Важно, могу согласиться с тем, что мы должны доносить в первую очередь в нашем переговорном процессе и взаимоотношениях с Российской Федерацией в реализации всех проектов, которые сегодня стоят. Это наши интересы нашего народа. Должна быть прозрачность, правдивость. И только тогда все вытекающие соглашения будут иметь продолжение. И, конечно, понятно, что они должны иметь взаимовыгодные условия. Но самое главное, я хотел бы отметить, сегодня ситуация такая возникла, что Российская Федерация приостановила финансирование зарплатных проектов по социальному блоку. Это здравоохранение, образование, социальная культура. Я думаю, в этом есть первоочередная наша вина в том, что мы четко и до конца не осознали, что те финансовые потоки, которые идут в нашу страну в виде финансовой помощи, они даже должны тратиться именно на те цели, на которые они идут. И важно, как мы эффективно и целенаправленно тратим эти деньги. По моей деятельности предыдущей, такие санкции они могли бы ввести гораздо раньше. И поэтому очень важно, как мы это делаем, и это отражается на наших взаимоотношениях и на доверительных отношениях. Да, возможно, безусловно, нужно перезагрузить и доказать, что мы договороспособны и можем выполнять те. Были введены после признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Мы все прекрасно понимаем значимость этого шага. И уверен, что народ Абхазии с благодарностью относится к этому очень важному историческому шагу. Здесь, безусловно, нам важно выстроить прагматичные, равноправные, доверительные отношения с нашим главным стратегическим партнером. Если говорить то, к чему стремиться, я считаю, что надо стремиться к тому, что вернуть уровень доверия между нашими государствами. Именно к тому периоду, в 2008 году, был самый высокий уровень доверия между нашими государствами. К таким отношениям нам необходимо возвращаться. Для этого, безусловно, мы молодое государство, мы только выстраиваем свои отношения. Возможно, будут ошибки, но эти ошибки не должны быть фатальными для нашей страны. В этом плане мы нацелены на реализацию сотрудничества в полной степени. Все эти годы российское государство выдерживало все свои обязательства по поддержке Республики Абхазия. Роберт Иванович тут отметил, что были приостановлены социальные выплаты. К сожалению, впервые действительно были приостановлены выплаты всем категориям силовиков, ряда социальных проектов. И это все не может не отразиться на жизнедеятельности граждан нашей страны. В этом смысле, я вижу, вы мне показываете время, да. Мы намерены улучшать качество взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Спасибо. Мусасович, позвольте одну минуту, пожалуйста. Вот вы журналист «Спутника», да? Я прошу прощения. Вот мне присылают новость, мы в прямом эфире находимся, я как раз хочу воспользоваться этой возможностью. Вот «Спутник Абхазия» передает новость. Адгур Арзанова, единственный из кандидатов в президенты, на пресс-конференцию ушел от прямого ответа на вопрос
журналистов, готов ли он признать итоги выборов. Пожалуйста, вы можете это разобрать после эфира. Нет, это важный момент. Да, нет. Сейчас Олег Мсасович ответит на вопрос, а это подождет. И после эфира можете обсудить этот вопрос. Олег Мсасович, пожалуйста, ответьте. Ну, что здесь можно сказать? Я не буду говорить о той глобальной всеобъемлющей роли Российской Федерации для нас, для небольшой страны, для нашего народа. Все очевидно. Россия стратегический союзник, партнер, друг и брат. Все ясно. Мы связаны и экономическими, и культурными, и просто человеческими узами неразрывно. Особенно учитывая то, что мы в едином культурном пространстве и то, что юг России населяют наши братские родственные народы. Другое дело, тот уровень отношений, который сегодня существует, или кто-то трактует его таковым в отношениях между нашими странами. Я убежден, что те коллизии, которые проистекают в медийном поле, они, конечно, во многом предопределены некомпетентностью и недобросовестностью отдельных бывших руководителей. Это мое глубокое убеждение. Если бы в отношениях между нашими странами, особенно в экономической сфере, отсутствовала бы келейность, личная заинтересованность, кулуарность при принятии решения, мы бы сейчас не находились в состоянии досрочной избирательной кампании. Вот это все надо учитывать на будущее, для того, чтобы следующие 5 лет не стали периодом упущенных возможностей. Я думаю, что тогда, если бы возобладали такие подходы и принципы, не пришлось бы придумывать какие-то причины, что на территории Абхазии появились враждебные России элементы, тысячи и тысячи иноагентов и так далее. А просто прорабатывались бы на нужном, на должном уровне некоторые отдельные положения межправительственных соглашений, таких как инвестиционное соглашение, в которое внесли аж 20 с лишним поправок депутаты. Но для чего-то они это делали. Наверное, они не ставили своей целью торпедировать это соглашение. Они, наверное, хотели произвести какой-то апгрейд, извините за иностранное слово. Они, наверное, хотели подлинного развития отдельных отраслей, которые отчаянно нуждаются в инвестициях. Кто в Абхазии в здравом уме и твердой памяти скажет, что он против инвестиций? Нет, конечно. Другое дело вопросы приоритизации, другое дело формирование собственной повестки, и это очень важно. Если бы мы формировали эту повестку заблаговременно, последовательно, постепенно сближая позиции, обсуждали бы честно и откровенно с нашими российскими коллегами, артикулируя наши приоритеты и в то же самое время обозначая те чувствительные линии, за которые мы не можем зайти. Завершайте мысль, Олег Мсасович. И вот тогда, при таком подходе, не произошло бы, еще раз говорю, досрочных выборов президента. Мы будем и в дальнейшем выстраивать прагматичные, честные, что самое главное, честные, прозрачные отношения с нашим, по сути, единственным союзником Российской Федерации. И буквально несколько секунд потрачу на то, чтобы сказать, вот здесь мало кто об этом говорит и думает, не в этой аудитории, я имею в виду, а вообще вот в нашем сегодняшнем текущем политическом моменте. Стремительно меняется архитектура. Константин Придыбайло, журналист «Арти». Как? Изида Терентьевна, перестаньте вести себя Добрый как вечер. малое дитя. У нас довольно серьезное мероприятие. Изида Терентьевна, если вы хотите, я могу предоставить вам право первым, потому что я понимаю, что Госдеп прекратил ваше финансирование, вам нужно отрабатывать Без доллары, полемики, и ваш пожалуйста. работодатель пишет самопровозглашенное. Вообще обычно
Кандидаты ругаются. Так, коллеги. Я предлагаю оставить это. Коллеги, сейчас Абхазии российский Вы задаете вопрос? С этим мы разберемся. Будьте добры, Зида Терентьевна. он не имеет права так себя вести. Я не слышал, что он говорил, Нисфа. Дайте мне возможность. Изида Терентьевна, я об этом говорил с первой минуты нашей пресс-конференции. Нисфа. Мы продолжаем свой эфир, прямая линия с кандидатами в президенты, пресс-конференция. Простите, у нас тут технические неполадки были. Изида Терентьевна, прошу, задайте вопрос кандидатам нашим. Думаю, что ситуация немного оживилась, да, и между журналистами, и между кандидатами. Я хочу всех спустить все-таки в абхазскую действительность. Ведь исполняющий обязанности президента Валерий Ганба принял решение о моратории на поднятие цен. На электроэнергию. На электроэнергию, да. У меня вопрос к Бадри Гунба. Я хочу знать, если он вдруг станет президентом, отменит он решение Валерия Ганба и повысит ли цены на электричество снова?
Спасибо большое за вопрос. Персональный вопрос это. Да, спасибо. Персональный, и Зина все к вам. Терентьевна. Я 5 лет Спасибо, не могла Зина добиться Терентьевна. от вас ответов на свои вопросы. Почему? А много раз ставили вопросы? Спасибо большое. Да, мы действительно знаем, что Валерий Рамшухович принял решение о приостановке действия повышения тарифов. Вы знаете, что повышение тарифов проходило в рамках дорожной карты, подписанной между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Почему и при чем здесь Российская Федерация? Мы все знаем, Да, я да. просто спрашиваю вас, если вы придете к власти, вы отмените решение Валерия Абганова или нет? Решение заканчивается, срок его действия заканчивается в апреле. Вы будете повышать цены на электроэнергию или не будете? Я переформатирую свой вопрос. Изида Терентьевна, как только народ Абхазии примет решение либо поддержать нас, как только вступим в свои права и обязанности, я буду заниматься этим вопросом, более глубоко погружаться в вопросы тарифов и образования по энергетике. Что касается, ну давайте так, откровенно говоря, отсутствие объективного тарифа привел нас... Я просто хочу понять, вы поднимете цену на электроэнергию или нет? Да, нет. Вот как бы очень простой вопрос. Будет поднята цена на электроэнергию или не будет? По-моему, вопрос очень простой и ясный. Мне нужно да или нет. Цена на тариф за электроэнергию, к сожалению, имеет динамику на повышение. И наверняка спустя некоторое время, но не бывает тарифа на энергетику, мы приобретаем переток за 4 рубля и продаем по рубль 60. То есть вы повысите К сожалению, тариф за электроэнергию. да, возможно. Я хочу продолжить этот вопрос. Сегодня средний чек на оплату электричества составляет 1500 рублей. Наше социальное пособие, или хотите назовите его пенсии, составляет 4000 рублей. Если мы к этому добавим ЖКХ и телефон, нам даже на интернет уже не останется. Я имею в виду социально незащищенной группе пенсионерам, да, которые не получают пенсию. Как вы предлагаете им жить с тарифом на электроэнергию в 1,5 рубля? Может, у вас какие-то меры есть по поддержке пенсионеров? Может, вы будете каким-то образом погашать их задолженности? Какой-то план у вас по этому? Спасибо, Зинаида Терентьевна, за вопрос. Откровенно говоря, надо все свои усилия, знания, опыт применить на улучшение качества жизни, на увеличение пенсионного обеспечения, на улучшение социального состояния граждан нашей страны. К сожалению, мы не можем отталкиваться от цены на электроэнергию, значит, и исходить из этого. Нет, нам нужно улучшать состояние социальных граждан нашей страны через укрепление в экономике. Не может быть современного, суверенного государства, которое не развивает свою экономику, не увеличивая доходную часть бюджета. Вы знаете, что за эти 4,5 года бюджет нашей страны увеличился более чем в 2,5 раза. С 4 миллиардов... Можно без комментариев? Подождите 2 секундочки. Это вопрос, я хочу четко Вы же мне не даете... Вы мне говорите общими фразами, я хочу, может быть, вы льготы пенсионерам. Это очень меня интересует. Может, вы льготы. Изида Терентьевна, с большим извинением, можно как-то формата придерживаться? Я с большим к вам извинением. Если вы журналисты, вы Изида Терентьевна, я не может абсолютно быть верно, пенсии, я этого тоже хочу, но... заработной платы достойной, где нет экономики. Где нет экономики. Изида Терентьевна, я вас все-таки возвращаюсь к базовым вещам. Прокурорам, судьям на электроэнергию. Почему вы не можете... Спасибо большое за вопрос. Я могу ответить? Да. Спасибо, присаживайтесь. Я тоже к вам с уважением. Я стоя послушаю. Изида Терентьевна, значит, что касается льгот для военнослужащих, вы знаете, с чем это было связано. Не я предоставляю, а наше законодательство. Это было связано с тем, что все представители силовых структур послевоенный период времени находились
менялись, ротировались по защите нашей государственной границы. И для их семей... Нет, вы немного не осведомлены в этом плане. Именно льготы силовикам вводились в тот период, когда наши ребята, представители силовых структур... Нет, спасибо. Что касается пенсионеров, позвольте мне, пожалуйста, я понимаю, к чему все это, но все-таки я думаю, что есть много людей, огромное количество людей, которые хотят выслушать мое мнение. И пока в этой стране я имею право на это мнение, и меня никто не мешал. Спасибо большое. Значит, за эти 4,5 года, в том числе, мы проиндексировали пенсию пенсионерам. Для тех, кто не получает российскую пенсию, мы довели до 4000 рублей. И именно благодаря тем вас... Да, а были 500 рублей. Если 1500 обходится оплата за... 2500 было. Да, значит, еще раз говорю, если мы не сможем улучшить экономическое состояние нашей страны, увеличить бюджет в разы, мы не сможем реализовать в том числе и пенсионное довольствие, и увеличить заработную плату, обеспечить благосостояние граждан нашей страны. В этом смысле базовое является улучшение инвестиционной привлекательности, создание благоприятных условий, в том числе в правоохранительной области, правопорядок и многие другие факторы, которые являются базовыми для улучшения социального состояния граждан нашей страны. Спасибо большое. Бадр Зурабов, Айтоп, Ажим, Алхас Псарди, Абсотили Хопшра, мы же говорили, будем по-абхазски, да. Дгурабирани Пашара, Шахи Самопаздара, Хатала, Сентябрь Мзазен, Хатала Шара, Аларц Раману Брюза информация, Урустула Хунткара Хада, Юспертакна, Шаканха. Вайлара Бичкара, политика партия, Шара Шертет Шара, Абра Шоказма, Шизлачаджи, Абриахваштха. Яшома, Шоказма, Шокамазма, Мамзарди, Шоказдхди, Шизлачаджас. И табухти, Алхас Псардия. Алхас. Абри Асара Васфаз, абри информация устаз уржет Яшизм. Уи хара алхратор процесс ханалага, и уипшима провокацию хахгана хил уядаги заганырцу ваховшузар окхоба Тырктулам ткятка арышцесша. Нас Айрман Чаргана хала ткятка арышцесша диаспора. Айрман Чарапшин Аргана хала Арам Айрман Пила кядершцесша. Ну, создрума бриал хракуян завимчи бжубянха. Уан зирхоцу создрума ха излачуала бзиена алсферму. Аха уроз лачалю асара уяшаза усиазамаст. Избанагзар сарас сижлар ирамхаква сижлар ирмархаква джерге аджки ажи симтазист. Хеужранза, сара пусть сумму усызвон удерот Министерство экономики Сахагылан убраги абри урыстуя харей межправительственная комиссия захсу убраги усызвухи. Еоп шамасара хова еоп яшвас хабабж айгой рыдеркала забри урыстулу хозар судебное соглашение. Убри усхан гечверсхан. Я нахкалы. Избан зарари макяна из халша зумхара, шакуру хараю ныцха. Уиги артн салачуис рубасхан. И угала что зроху псара министр сануса зуз анасуз. Жухша юнески жухшук сопха бжиз дурис угала что заряшана. Жух шукса за брай агойме пасуна экономика по форум. Угала что тасау. Урслом даны даан эксперт нас Исаев зажло, абри ей там зуамала ганахала нас ашажирова. Убраги яртны исфит сквана гарабиста чага. Абри хахотса карала зомаха сфитнес яртны исфит сара нас Макяна укупшуп, амеду апхештоп, абас провокацию, айхараза кабри анонимла злые арзу телеграм коирю хашам зала.
цацҳа абра ҳаичарчара искуп, ҳаичарчара. Насгьы уи излану убри азҵаарагьы хәҷык ҩажәак хажәак. Иарануп, убри азҵаарануп шыҟам ҳәа. Аиеи, иануп, уаи ҽакгьы иануп, абри аинвестициа иадҳәало аиқәшаҳаҭра аганахьала садгылоуп. Ҳаиашами, уамыԥхьеи? Аха уазхәыцуа хаҭала уқәыԥшуп, аҵаарагьы умоуп. Сентиабр снеины абри сақәшаҳаҭны, садгыланы, сааны, ноиабр ара сааины саҿагылоума. Уазхәыц. Убри азаҳаны иҳашәымҵалан, уи зегьы мцуп, уи зегьы абри алхратә кампаниа аналага, уиадагьы уажәы сара иуасҳәоит аинформациа исымоуп. Иудырыр сҭахуп аинформациа уи сара сыбжьыла сцәажәошәа, урыс уҳәозар искусственный интеллект ҳаиҟоу ала сыбжьыла сцәажәошәа, ҭырқәтәыла ателефон сасны абра аӡәы ихьӡар рҳәеит, абра исзануп каамеҭк, убри сизацәажәон, абра Аԥсны аимадара ҳабжьаҳцап, убрилагьы аиқәыршәара иаҿуп уажәы. Ааигәа ицәырыргоит ҳа сгәы иаанагоит. Аха уажәы анысҳәаз иааныркыларатә. Уиадагьы нас са излаздыруа убра Урыстәыла аӡәы иадырԥшаахьеит, убри дырцәажәар рҭахуп. Иеиуеиԥшым ҳара иаҳтәым аполитика иадҳәало атехнологиақәа рхы иархәаны аус руат. Сара Бадра Зураб-иԥа убра дадгылоуп сҳәар азин сымазым, аха иашьҭахь игылоу ауаажәлар абри ус мҩаԥыргоит. Избан акәзар, абри зегьы ахырҩо абарҭ аноним телеграм-канал ҳацәасу, уаныс Бадра Зурабович дыршхот ҳара ҳаԥшьҩык. Агьырҭ аноним-каналқәа рҿы Бадра Зурабович дырџьот, уа еибакапануеит, ирасҵара исиҭаз ала аҭак саҭашәымҵан. Минуҭкгьы шәысҭеит ахыхь. Иҟашәҵа шәҭахызар. Ҭагалгараӡа ара Дгәыра Миран-иԥа ииҳәаз саҳаит. Уи абри аха иаҵанаго зынӡак сумак гәыбӷан шықәса акәзар ҟалап, аха Адгәыра Миран-иԥа уи игәаанагара иҳәеит, аха абри ивагыло ҳәа ииҳәаз уи иашаӡам. Са исывагыло скоманда ибзианы ижәдыруеит, ус ахәымҩаԥгашьа рымаӡам. Еиуеиԥшым аҳәынҵәеиқәҭәара ҳара ҳхы иаҭәаҳшьаӡом. Ателеграм-каналқәа ҳашәызҿу, сара уи ажәа быжьынцәырҵа игәасҭеит иарбан телеграм-каналқәа. Кандидат схықәсыргылаанӡа, ноиабртәи акризис ҟалаанӡа иҟаз аканалқәа роуп. Иаԥызҵогьы, имҩаԥызгогьы уи сара исыздырӡом, амала шәара ишәҳәо абри иара иганаҿ игылоу роуп иҟазҵо, уи иашаӡам. Адгәыра Миран-иԥа иасадгылаӡам, иашаӡам, иҽеиӡам. Ааԥхьара ҟаҳҵап, абри ҳзыӡыр, Аԥсны зегьы ҳзыӡыр иаартны ааԥхьара ҟаҳҵап, абри ҳадгылоу, сара исыдгыло иоума, шәара ишәыдгыло иоума, шәашьҭахь игылоу иоума, убарҭ рыхь ааԥхьара ҟашәҵы, иаанышәкыла абри аҳәынҵәеиқәҭәара, избан акәзар, ҽеиҿа ҳкылнагаӡом. Аарлаҳа абри аноиабр иҟаз апроцессқәа ижәдыруеит Бадра Зураб-иԥа, уаргьы саргьы ҳалахәын аицәажәара. Сааҭгьы иҳанаҳтәан. Аарлаҳа иаанаҳкылеит, нас иара аконституциа излаҳәола, азакон излаҳәола, убрахь ԥхьаӡа хабалагьы салацәажәон. Еиуеиԥшым аҳәынҵәеиқәҭәара ицәыҵатәаны ирыҩуа. Уи ара изхькьымсыз ҳаит зегьы ҳаҟаӡам. Сара алхрақәа ҳалагаанӡа асҟак схырҳәаауеит, ҳаигьы дунеихаангьы сгәы иаанагаӡом. Ас еиԥш иҟоу аполитикаҿы ахәымҩаԥгашьа ҳахкылнаго уадаҩроуп. Уи зхы ҵәахны иҟоу дыртәы даҽакуп, аха зхы цәырганы изҳәогьы, зхы иаҭәазшьо, уигьы иашаӡам, уигьы ауаа реиҿажьроуп. Иҵегьы азҵаара зҭиуа рацәаҩны иҳамоуп Адгәыра Миран-иԥа. Аирласны иҭие Адгәыра Миран-иԥа исҭиуеит азҵаара, иааркьаҿангьы ҭак ҟашәҵоит ҳәа сгәаанагара сымоуп. Ааигәа Ҷлоу ақыҭа шәара алхцәа шәара шәеиԥылом. Аҭыӡшәа зхылҿиааз ацәажәара, аполонченқәа иқәгылара. Ҳалацәажәозар Адгәыра Миран-иԥа уа ивараҿы дшәгылан, зынӡакгьы шәаламцәажәаӡеит, ашьҭахьгьы уи шәаламцәажәаӡеит, ахҳәаа шәымҭаӡеит. Абыржәы ишәҳәарц сҭахуп, ииҳәаз ииашан иҳәеит, ииашаӡам, агха ихьит.
Шарашкуана гаражлы рахарстуху. Итабу асара, уи абри асара, атак асанза абри аԥхьатәи асара иҟоуҵаз хәыҷык иахсыркәшар сҭахуп, избан акәзар, абри Союз общественных и политических сил обратился ко мне за тем, чтобы я ответил. Усумишуга, сара убри ачнас изаст Рауль Валерьевич Лолуа. Абри Союз иҟоуд иаҳабыс иариоуп иамоу, анапхгара иариоуп изызуа. Сизаст аҭел иҟалозар сҳәеит, алшара шәымазар иаарту аефираҿ шәааишәа зегьы абри азҵаара иқәшәыргылаз аҭак ҟасҵон. Убас аҭак ҟасҵеит. Нас сааҭк амышьҭахь дысасын, нас иҳалшаӡома рҳәеит, иашоу аефираҿы аицәажәара ҳазегь ус ҳаҿуп рҳәеит. Убри азы ҳаноуп, нас иара аштаб аганахьалагьы нас аҭак ҟаҳҵеит. Бжьчлоутәи аты иуҳәо, Аполлон Шинқәба Аԥсны фырхаҵа, аветеран иааԥсара даара иӷәӷәоуп. Иажәақәа аарҳәны иакәым абжа социальные сети ҳаизахьҭоу абжа уаԥхьозар даара иашам аҳныҟәгара абри ацәажәара иаҿуп. Избан акәзар, Аполлон Шинқәба ноиабр амз иҟаз абра аҭагылазаашьа жәдыруан, ажәлар еиҿагылт. Абра ҳагәҭы дгылан абас аҿар еидихуан. Ииҳәазгьы сара иамышьҭахь азҵаара исҭеит, избан акәзар, нас абри аҩра иналагагьы убас сеиҳәеит. Ноиабр мзы абра ателехәаԥшраҿы абџьар кны ауаа тәаӡамзи, азна. Ноиабр мзы аиԥылара нҳамаз Бадра Зурабович абџьар кны ауаа ҳаццымзи уаргьы саргьы? Иҳацын. Ииҳәаз убри иоуп, абри ажәлар ирԥырхагоу антинародная, урысула иҳәозар, аполитика, аповестка ҳанҳәыр, убри акризис ноиабр ҳазлыҵыз, убри аҿы ҳнеир алшоит иҳәеит. Убри ауп иаанаго ииҳәаз. Абџьар кны шәеибашьы имҳәаӡеит. Нас сара зегь раҵкыс умашәизбо, аурыс информагентство ҳаиҟами, жәахагьы акы саҟәшон известиа иҟаз аиқәаҵәа зегьы аҳәо итәоуп. Иҟалозар урҭгьы аанкылатәуп. Амни ииҳәаз ҽакала еиҭаганы иану шәахәаԥш. Аполлон Шинқәба дықәгылт иҳәеит, Дгәыр Арӡынба дмиааир абџьар шьҭаҳхуеит иҳәеит. Ус еилызкааз рацәаҩуп. Мамо, иану, мамо саҭашәымҵан. Сара аҭак ҟасымҵои? Ианыз ҳауп ишәасҳәо, Урыстәыламтәи абра акы саԥхьон, исгәалашәом, известиақәа сызрым, убас ианырҵеит. Уигьы иашаӡам. Адгәыр Миранович, аамҭагьы ишәыркьаҿ шәыхшыҩҵак акәаԥшәыргылт. Абри сара сыншәажәуан, исымша аамҭа згәаԥхо. Аҭак ҟасҵама азҵаара ақәыԥш? Анаҩстәи азҵаара зҭиуада? Давайте мы спутнику предоставим тут давно тоже, как и все, в принципе, да. Я готов сидеть до утра, Следующий вопрос сюда, мы вам дадим возможность задать. Вообще без проблем. У меня вопрос к Бадре Зурабовичу и Адгуру Амирановичу. Абхазская диаспора в России пока безуспешно пытается добиться открытия дополнительных участков для голосования. В последнее время многие высказались по этому поводу. Вы поддерживаете их такое рвение к тому, чтобы проголосовать на президентских выборах? Спасибо. Спасибо большое, Адгур Ильич. Уро я хабу пора. Во-первых, я отвечу на этот вопрос. Вообще получается какая-то казуистика на самом деле с этими дополнительными участками. Потому как еще месяц назад по инициативе нашего штаба мы попросили, я не буду это скрывать, одну из общественных организаций города Нальчик, Кабардино-Балкарии написать в посольство Российской Федерации, Абхазское посольство письмо. Такая процедура. Письмо направляется в наше посольство, оно потом идет в ЦИК, и ЦИК принимает решение.
Мы обратились с соответствующим обращением, хотели, чтобы дополнительные участки появились на территории России, ну, как минимум, хотя бы в Кабардино-Балкарии. По-моему, мы с Бадром Зуравовичем тоже этот вопрос где-то обсуждали по телефону, я не помню. Ну, с Алхаз Алексеевичем я точно это обсуждал. Но это письмо так и не пришло, или оно пришло и не было взято в основу ЦИКом, я уже не помню, но не открыли дополнительный участок. Мы действительно поддерживали, чтобы максимальное количество людей было вовлечено в выборный процесс. Но тогда нас проигнорировали, и никто нас не поддержал. Потом, спустя некоторое время, когда все сроки прошли, появилась некая такая волна людей, которые хотят проголосовать. То есть, конечно, было бы хорошо, если бы люди имели возможность проголосовать. Чем больше, тем лучше, потому что это их право, они граждане Абхазии, даже если они находятся за пределами нашей Родины. Но есть закон. Вот тогда, когда мы обращались, наш штаб обращался, ну, надо было поддержать нас. Вот. А сейчас уже есть закон, есть 30 дней по закону на формирование участковой комиссии избирательных участков. Этот срок прошел, до выборов осталось 2 недели. Насколько я понимаю из выступления председателя профильного комитета Хутаба, ну, они не поддерживают эту инициативу. Хотя 3 депутата парламента зарегистрировали законопроект, который позволяет внести изменения. По поводу этих изменений выскажу свое мнение. Я надеюсь, кстати, по поводу этих изменений Бадр Зуравович тоже выскажет свое мнение. Я считаю, что это усложнит нам выборный процесс. То есть, ну, нельзя закон постоянно менять на ходу. Это же у нас есть негативный опыт 2019 года, например. Вы помните, когда выборы из-за болезни одного из кандидатов то переносились, то есть разные были этапы. Потом в итоге мы пришли к тому, что выборы 2012 года вообще никто не признал. Потом судебное разбирательство, и дальше был политический кризис. Поэтому тут надо очень осторожно подходить, так как сроки прошли. Сейчас, на мой взгляд, это будет очень сложно реализовать. Потому что за 2 недели, ну, технически это уже невозможно сделать. Это мое мнение. Спасибо большое. Если вы спрашиваете мое мнение по данному вопросу, я его немного расширил бы. Мы с Садгуром Амировичем на контакте. Я думаю, это не будет секретом. И было бы хорошо, чтобы наше общество знало, что мы те или иные вопросы обсуждаем либо по телефону, либо видимся. Да. Со всеми кандидатами мы на контакте. В этом смысле я бы расширил бы вопрос. У нас было единое мнение с Садгуром Амировичем о внесении изменений в закон о выборах, где норма, действующая, графа против всех, могла бы быть отменена. Так, Садгур Амирович, мы говорили про это. Тоже время уже. Да, ну, вы понимаете, что даже в столь непростое предвыборное время мы пытаемся найти максимально правильный путь для недопущения осложнения в поствыборный процесс. В этом смысле ничего нового нет в инициативе, которую внесли. У них есть право законодательной инициативы у депутатов. Они внесли законопроект. Мнение в этом отношении выражало большое количество наших соотечественников, которые находятся за пределами нашей страны. Если бы кандидаты в президенты имели общее понимание, что это необходимо, я считаю, конечно же, такого рода консенсус надо находить и реализовывать. В этом смысле понятно, что уже за 2 недели до выборов какие-либо изменения будут, ну, невозможны наверняка. Но при этом, конечно же, мы понимаем, что мы лишаем наших граждан права проголосовать. Это хорошая возможность, когда человек находится вдали от Родины, исполнить свой гражданский долг. Да. Спасибо большое. Следующий вопрос Русудам я обещала вам дать. Вы хотели второй вопрос задать? Давайте, Русудам я обещала вам дать эту возможность. Не, вообще, конечно, ситуация очень...
Ну, у меня конкретные два вопроса. Один к Адгуру Амирановичу, второй к Роберту Ивановичу. Я сразу задам быстренько, чтобы не терять время. Адгур Амиранович, ну, наше общество политизировано, внимательно слушают вашу предвыборную программу. Вот, и, значит, хотят, чтобы вы пояснили. Вы в ноябре и ваши сторонники выступали против ратификации Российского инвестиционного соглашения. А сейчас в вашей программе звучат такие слова, что вы хотите создать благоприятный климат для привлечения инвестиций в Абхазию. Поясните, пожалуйста, это ваше мнение изменилось или это какие-то другие инвестиции? И второй вопрос к Роберту Ивановичу, быстро, чтобы не терять время. Роберт Иванович, я 15 лет подряд всем кандидатам и президентам задаю один и тот же вопрос. Как решить раскол церкви в Абхазии? Последний, значит, ну, экс-президент, когда я сказала, что когда людям плохо, они обращаются к Богу, ответ был таким. А я думал, что обращаются в собес. Ваше мнение, пожалуйста, по этому вопросу. И вы понимаете, почему этот вопрос я задаю лично вам. Спасибо большое. Спасибо за вопросы. Я думаю, я отвечу на первый, потом Роберт Иванович, или как, Роберт Иванович? Да? По поводу так называемым инвестициям, на самом деле, мое мнение не поменялось в отношении инвестиций. Оно неизменно. Я был министром экономики, я один из тех, кто участвовал в создании Государственного инвестиционного агентства и один из авторов закона об инвестиционной деятельности от 2014 года. Каким образом вы предполагаете, что я могу быть против инвестиций? Но если мы говорим про последнее соглашение, никакого отношения к инвестициям в классическом понимании это соглашение не имеет. Это соглашение было рассчитано на реализацию амбиций одной единственной компании. И в кооперации с нашим, значит, экс-президентом и, может быть, еще кем-то, я уверен, что придет время, будет необходимо сделать серьезный аудит этого соглашения и аудит тех в качестве бенефициара. Вот. Я ездил недавно на Чернореческое форелевое хозяйство, и там у меня была в селе Адхара встреча. Ну, недалеко, там я заехал, до этого было время. Вы знаете, вот тот инвестиционный проект, о котором говорил экс-президент, и вот эта компания, кстати, о ней идет речь. Там должны были, предполагались огромные инвестиции и так далее. Там не то, что инвестиции. Там вот то, что было до этого, там рыбное хозяйство, и то уничтожено. Понимаете? То есть это первое. Второе. Что касается этого соглашения, ведь если взять план гармонизации, который был подписан, кстати, тоже, я уже говорил выше, в нарушение нашей Конституции, но тем не менее, когда президент взял полномочия, выходящие за рамки его конституционных прав, вот там этот пункт стоит как проект закона. И потом, как он превратился в соглашение, мне неизвестно. И еще один важный элемент. Вот когда презентовали в 2020 году, по-моему, или 2021 году Москва Резорт презентовали, говорили о том, что 20 миллиардов будет инвестиций, я туда тоже ездил. Там никаких инвестиций нет. Там растет бурьян. Но когда презентовали этот проект, ни о каком же соглашении речи не шло. Соответственно, впоследствии возникла, видимо, необходимость, может быть, какая-то коррупционная схема, мы в этом разберемся. Придет время, мы разберемся. А что касается инвестиций, моя позиция не... Тут важно понимать, что те компании, которые уже в Абхазии работают, Росудан, в том числе с участием российского капитала, такие гиганты, как Мегафон, Роснефть и так далее, ННК развивается, они не обладают и близко такими льготами и преференциями, которые предполагались для одной отдельной компании. Вот в чем проблема. Инвестиции инвестициям рознь. Нужно понимать, что когда мы говорим об инвестициях, это инвестиции, это часть вливаний в людей или для
каких-то выгодополучателей извне. Завершите мысль, пожалуйста. Вот вы помните вот даже историю с экскурсоводами, нашими с гидами, да, когда хотели соответствующее подписать соглашение, которое позволяло иностранным гидам проводить здесь экскурсии. Потом, значит, борьбу с нелегалами приостановили так молчаливо. То есть эти все вещи, понимаете, вот и сразу переворачивают и говорят, что вот вы антироссийский, вы там это. Так я всегда такой был. Даже когда был заместителем председателя межправкомиссии. В рамках этой работы я много раз посещал и Кремль тоже, и в правительстве Российской Федерации. Ну, невозможно двигаться даже в партнерских отношениях, если ты не знаешь, где твои интересы. Вы даже 6 минут наговорили, чтобы вы меня не упрекали, что я у вас отбираю время. Роберт Иванович. Да, к сожалению, сегодня мы можем констатировать, что у нас в обществе есть у мирян основной вопрос – это раскол церкви. Я считаю, это мое мнение, такого не должно быть. Должно быть единение. Миряне должны проходить священные таинства и в Афоне, и в нашем кафедральном соборе. К сожалению, это имеет место, как и в нашем обществе, и в политике, и, к сожалению, это так. Я за объединение, я за то, чтобы этого раскола не было. Ну, это наша православная церковь и священная митрополия, Абхазская православная церковь, священная митрополия. Они должны найти эту формулу с помощью Господа. Я за объединение, я за то, чтобы у нас... Нет, конечно, о чем, какой разговор? О чем вы говорите? Нет, какой может быть совет? На все Божья воля, мы все под Богом. Храни нас Господь всех. Коллеги, у кого-то есть общие вопросы, потому что некоторые кандидаты давно не отвечали. Анжела Кучубери. У меня вопрос ко всем кандидатам. Мне хотелось бы узнать ваше отношение к тому, что двоих наших граждан, известных граждан, депутата парламента и героя Абхазии лишили российского гражданства. Мы не услышали ваши реакции или комментарии по этому поводу. Хотелось бы узнать. Олег Псасович, с вас начнем. Ну, скажу коротко. Мы не видели пока что документов, которые подтверждают наличие подобного решения со стороны, с российской стороны. Тем не менее, если принять за основу, что такое решение принято российской стороной, я думаю, это должно стать предметом очень заинтересованного диалога между органами государственной власти Республики Абхазия. Я думаю, что мог бы подключиться МИД, дипломатические каналы, которые установили бы реальное положение дел, имеет ли место такое решение со стороны российских органов власти, и если такое решение имело место, то юридически обоснованные причины подобного решения. Ничего хорошего в этом я не вижу, конечно. Это свидетельство, по крайней мере, косвенное того, что нам нужно более активно вести диалог с нашими российскими партнерами и более оперативно в том числе, для того, чтобы установить реальную ситуацию, которая сложилась в этом конкретном случае тоже. Это тревожный фактор, конечно. Вот, собственно, все, что я могу по этому поводу сейчас изложить. Думаю, что, скорее всего, так и произойдет. Будут определенные запросы, которые установят реальное положение дел на сегодняшний момент. Спасибо, Бадры Зурабович. Продолжите. Да, спасибо большое. Я тоже разделяю мнение Олега Мсасовича. К сожалению, нам неизвестны ни причины, было ли вообще лишение
Ну, они выступили, дали пресс-конференцию, сказали, что это решение есть. Да. Давайте из этого исходить. Ну, из причины наверняка определенные дают компетентные органы Российской Федерации. Это понятно, что значит, гражданство Российской Федерации – это суверенное право Российской Федерации, но при этом учитывая, что послужило для того, чтобы лишить Российской Федерации, гражданства Российской Федерации. Ну и, безусловно, конечно, это уже поле и юрисдикция самой Российской Федерации, ввиду того, что речь идет о гражданине Российской Федерации. Вот так. Мысль понятна. Адгур Амиранович, вам слово. Ну, во-первых, это последствия той политики, которую проводил экс-президент. Никогда в истории Абхазии, в новейшей истории, тем более, когда были у нас противостояния политического характера, мы всегда с 2004 года не можем найти общий язык, но никогда в истории Абхазии не было такого, чтобы президент жаловался на свой народ в Российскую Федерацию. Я исхожу из тех материалов, которые мне доступны. Им будет дана правовая оценка, будем надеяться, позже. Можно напомнить все эти публичные выступления, когда вы понимаете, как построена логика принятия решений. В Российской Федерации, да и как и в любом другом государстве, выступление официального лица, тем более первого лица, воспринимают всерьез. Ну, там никто не может себе предположить, что там оказался какой-то случайный человек. Правильно? Он выбрал народ, он легитимный президент. Если он говорит, он обладает информацией. Соответственно, если президент Абхазии выступает и говорит, что в Абхазии есть прозападные силы, инагенты и так далее, соответственно, как я понимаю, ему потом задают соответствующий вопрос. А кого вы имели в виду? Я так полагаю, что не то, что полагаю, это есть и материалы тоже. Определенные списки отсюда отправлены, в которых и ваш покорный слуга тоже числится. Я. Вот, и не только я, многие из наших граждан. Теперь, что касается двоих граждан Абхазии, о которых есть информация, что они лишены гражданства Российской Федерации. Вообще, еще, знаете, что плохо? Что мы узнаем об этом из анонимных телеграм-каналов. Это первое. Второе. Вот эти два человека, это ветераны войны. В довольно молодом, одному там 18 или 19 лет было, другому 17 лет, они прошли всю войну. Один из них герой Абхазии. Вот если бы не такие ребята, как они, сегодня в Абхазии не было бы ни одного гражданина Российской Федерации, и лишать некого было бы. Вот здесь в Абхазии находились бы силы НАТО, и история вообще всего Закавказья была бы совершенно другой. Это их потом и кровью добыта эта свобода. И это надо иметь в виду в первую очередь. Конечно, мы можем все это игнорировать, если у нас в отношениях горизонт планирования 2 понедельника. Да? Вот мы решили так сегодня. Но надо думать глубже и дальше. Гражданство Российской Федерации мы, граждане Абхазии, получили еще в начале 2000-х годов. Это решение, которое с большой радостью было воспринято в Абхазии. И народ до сих пор, я думаю, что это будет долго продолжаться, на протяжении всей нашей истории, с большой благодарностью относится к Российской Федерации. Я хочу отдельно подчеркнуть, Анна меня торопит, даже во времена блокады абхазский народ никогда не отворачивался от Российской Федерации. Хотя вы помните, вот здесь вы старшее поколение, сюда приезжали многие эмиссары с Запада, высокопоставленные лица, представители Евросоюза, представители Госдепа и так далее. Но Владислав Григорьевич четко и однозначно утверждал и говорил, он был прав. И он, кстати, в своей книге об этом написал,
что придет время, когда Россию возглавят настоящие патриоты. И тогда все эти проблемы будут решены. И это время пришло. Но, к сожалению, когда, еще раз в завершение, Анна, завершаю, когда из Абхазии официальные лица направляют соответствующие материалы, соответственно, может быть, какая-то произошла ошибка. Я считаю, что не просто там какие-то запросы надо отправлять, Бадр Зурабович, надо немедленно на это реагировать. Есть посол Российской Федерации в Абхазии. Это ошибка, которую нужно исправить. Кто-то допустил ошибку. Я так думаю, это мое мнение. Понятна ваша позиция. Следующий вопрос. И главное, Казан, будь общая. Обсняха. Вы вот все очень интересно, очень правильно сказали о том, что необходимо сохранять родной абхазский язык, необходимо его развивать. У меня вопрос к кандидатам, у которых дети школьники. Вот необходимо ведь начинать с себя, правильно? Об этом вы тоже все сказали. У кого из вас вот дети школьники, в какой школе они обучаются, в русской или в абхазской? Владеют ли они абхазским языком? Вот смогли ли вы своих детей обучить абхазскому языку? Очень правильный вопрос, Илана. Кто готов ответить? Я могу ответить. Я учился сам во второй школе, и благодаря Нателле Решевне и то, что я знаю, ту базу, которую я имею, именно в рамках абхазского языка, это ее плод труда. Когда у нас был выбор даже в средней русской школе, кто пойдет в абхазский сектор и пойдет в русский, я, конечно, пошел, по-другому не могло бы быть. Мои старшие, они учились в 4-й школе, но они больше были привязаны к деревне. С моим рождением мы переехали уже в город Ворчал. И, конечно, сгу и тохон и скинниги убря нас сыбысфил я ара и бзина и сздырдзон. Нас хоча дани убри иксыргылет, а хоча и дырозароб, дани наркна, псыфил хаян шофероб. Нас убри из дороги, я циста запсу, яра ибзауралоб убри дани. А школ, ажебапи школ, аква апсва школ дантала, убри нас съпшмат свои далгахем. Акпяй бапях папе апш папе класс дантас цицови сарена на лобзаурала и та яцейцей апсов бсвя. Аха данталоз яра школ уя араурус бсвя гиздырдзомс. Аха бри ах папе классах данса виматаркан орусфях. Может, о чем мы говорили все, не надо. Я думаю, у нас, может, о чем мы говорили все, не надо. Я думаю, у нас есть возможности, и никто нам этого не запрещает. За это, в принципе, есть возможности, и никто нам этого не запрещает. За это, в принципе, не в принципе, за это погибали. С детского возраста, это, как мне сказал один избиратель в Чхортолах. Я, говорю, 70 лет не могу, то есть у него проблема с получением гражданства Абхазии, у него есть вид на жительство, но есть языковые барьеры, которые надо пройти, надо выучить его. Я в 70 лет его не могу выучить. Ну, это правило, это есть закон, это формула, и мы должны этот экзамен тоже сдать. По-другому не получается. Мы должны следовать букве закона, тогда все будет исправляться тихо, тихо, тихо. Да, сложно, трудно, но если будешь заниматься, я знаю, люди иностранные языки изучают гораздо долго, и чтобы пройти языковой барьер и получить гражданство, им приходится очень много трудиться и платить за это еще и хорошие деньги. Мы уже 2,5 часа в прямом эфире работаем, поэтому я попрошу вас, если возможно, коротко ответить на этот вопрос. Илана задала всем кандидатам. Я думаю, донес мысль, и я ответил на ваш вопрос. Два аспекта. Первое, мои дети обучаются в Сухумской 10-й средней школе. Они владеют абхазским языком. Для меня это принципиально важно, учитывая состояние дел по сохранению абхазского языка. Для нас очень важно передать новым поколениям, будущим поколениям, чтобы сохранить свою самобытность, культуру, традиции, обычаи. Именно через язык это все можно будет сохранить.
Что касается, где за основу взяты предметы, в том числе и преподавание абхазского языка. Мне кажется, нам необходимо будет уделить больше внимания учителям, уровню их социального состояния, повышения заработной платы и много других факторов, которые могли бы позволить им спокойно, профессионально реализовывать те возложенные на них функции. В этом смысле мы ценим деятельность педагогов, мы сами помним их прекрасно, своих учителей, и благодарны за все, что они нам дали. Олег Мусасович. Ну, безусловно, важный вопрос очень. Ну, если касаться лично моего конкретного случая, мой сын уже студент, и когда он посещал школу, я уже находился на дипломатической службе, представлял нашу страну, что называется, на международной арене. Поэтому, соответственно, школа была не абхазская, как вы понимаете. И это одно. А второе, то, что, конечно, практикой шахнарбо ахучка рано рыбоспевается. Это чаще всего так и происходит, но, тем не менее, вот сейчас, уже будучи студентом, он изучает, да, то есть желание есть желание двигаться, так сказать, в этом русле. И чему я, конечно, очень рад. Ангур, ваши дети ходят в абхазскую школу, знают абхазский язык? Я недоволен тем, как они знают абхазский язык. Естественно, как и Все любой недовольны. родитель, они изучают его внимательно, стараются. Но я, конечно, недоволен, как и любой родитель. Ну, я не имею права, к сожалению, высказывать слишком громко свое недовольство, потому что в силу своей занятости общественной, политической деятельности у меня мало получается уделять времени своим детям. Они у меня маленькие еще. Поэтому, да, школьники, и они в какую школу ходят? Они находятся в городе Сочи, ходят в сочинскую школу. Это разве секрет? Вы об этом не знали? Так вот, что касается детей, вопросами детей мы занимаемся все эти годы. И действительно, вот здесь, как Бадр Зурабович подчеркнул, труд учителей в Абхазии мало ценится. И вот когда мы говорили про льготы на электричество, вот про силовиков было сказано, не было сказано про судейский корпус. Вот судейский корпус, например, имеет льготы на оплату электроэнергии, а учитель не имеет. Это же другая же тема. Нет, вы меня не перебивайте, пожалуйста. И я понимаю, я подтекст этого вопроса тоже понимаю. Илана, я, конечно, у меня эти вопросы у меня просто здесь зафиксированы. Думал просто, кто будет задавать эти вопросы. Это, да, просто вы этот вопрос задали, я вам благодарен. Я вижу в социальных сетях об этом много пишут. Вообще, конечно, вы знаете, Илана, я понимаю, что как бы эти вопросы, как формируются, где формируются, нельзя вовлекать. Нет, не надо меня перебивать. Не надо. Вы сказали, что нужно начинать с себя. Я и спросила. А кому я сказал, что нужно начинать с себя? Когда говорили о языке, один из кандидатов сказал, нужно начинать с себя. Хорошо. Ну, что касается семьи и детей, вообще, когда мы говорим про абхазский язык, нужно понимать следующее. Апсу бэсфэр цару хомпада. Аха, апсу бэсфэр адаге псуацас, яцазару, апсу рабхи глазару. Уисхос пхаубрё пиланочка. Апсу бэсфэр бзиезаны и удыру зарге. Аженрала притохот, аша кугиухот, он чалюгия ваурчурату чалютаха, сатабамцан. Уйныс хатматпа ушецана, ашховна джаллаги, упсу бэсфэгистахцым, оргиустахцым. Убрия стара атака баси изасу убрио, цэзхус яму гилыскаот. Псуацас хами пахкару. Ейуипшам политика, технология квахарахы, я хархур аладзо.
яшизм. Хахапсуау. Арта политтехнолог чарей хаяу учить. Шерги харги шанкл счет, шанкл. Я знаю, что у вас есть вопросы. Я знаю. Давайте продолжим. Амелия Бисмарк, телеграм-канал «Республика». Добро пожаловать. Общий вопрос. Спасибо большое за такую уникальную возможность задать вопрос в этой студии. Хочу задать тоже общий такой вопрос по теме российско-абхазских отношений, так как это имеет очень важное значение, мы видим, потому что происходит даже здесь в студии это. Вот сейчас, к сожалению, если написать в каком-то чате, любом, слово «Абхазия» в российском чате, сразу возникают какие-то претензии к Абхазии, какие-то непонятные слова, то есть начинают как-то к нам не так относиться. Это очень обидно, потому что нам, простым людям, простым гражданам. Ну, я думаю, что к этому имеет отношение прошлая власть тоже, и в связи с этим такой вопрос. Считаете ли вы, что в Абхазии есть антироссийские настроения, действительно, среди молодежи, среди людей? И еще такой вопрос. Сейчас очень много говорят о личности Аслана Бжани, и о том, что он в будущем, в случае, после выборов, сможет стать послом Абхазии в России. Такое вообще есть? Ответьте, пожалуйста, на вопрос, кто его видит членом своей команды и может ли он быть послом в случае вашего избрания? Ко всем кандидатам. Вы так вопрос. смотрите на меня, что я... Нет, я смотрю на всех. Я смотрю на всех абсолютно. Ну тогда я могу начать. Да? Отвечайте. Начинать? Да. Признавайтесь. Что касается... Да, признаюсь легко. Да, открою все карты. Значит, что касается российско-абхазских отношений, я уже коснулся слегка в одном из предыдущих вопросов. Считаю, что, конечно, большая часть вины – это наша вина. В том, что сегодня в поисковиках и везде, в социальных сетях и так далее, увеличилось количество негативных реакций на все то, что имеет отношение к Абхазии. Да, это наша вина, наша некомпетентность, иногда наши желания соблюсти прежде всего свои личные или узкокорпоративные интересы. Вот. Это мое глубокое убеждение. Поэтому, если бы, еще раз хочу сказать, если бы мы вели себя с нашими российскими партнерами открыто, компетентно, прорабатывая на заведомом этапе те или иные положения, тех или иных соглашений, либо законов, то мы бы сегодня не были в этой точке, где мы сегодня находимся в отношении с нашим единственным стратегическим партнером, великой державой и, по сути, единственным гарантом нашей безопасности. Вот мое короткое мнение. А что касается экс-президента, ну, в нашей команде точно ему места нет и быть не может. Вот. А что касается его дальнейшего трудоустройства, это точно не к нам вопросы, это я не знаю, к кому надо адресовать эти вопросы. Наверное, к тому, кто будет избранным президентом нашей республики, нашей страны. Амиран Адгурович. Наоборот. Адгур Амиранович. Вопросы были по поводу антироссийских настроений и экс-президента, я так понимаю, правильно? Его трудоустройство. Его трудоустройство? Ну, по поводу антироссийских настроений, Амелия, ну, вы прекрасно знаете, недавно, кстати, проводились соответствующие опросы, и до этого проводились. Но самый главный показатель – это выборы президента Российской Федерации, которые состоялись не так давно, в Абхазии тоже они проводились. Более 40 участков, если я не ошибаюсь, здесь было открыто. 94% тех, кто приняли участие, поддержали Владимира Владимировича Путина. Соответственно, как может быть в стране, в которой 94% избирателей поддержали действующего президента Российской Федерации, антироссийские настроения, этот вопрос сам по себе отпадает. Это первое. Откуда этот вопрос появился? Появился он ровно оттуда, потому что экс-президент и его команда, она попыталась втянуть в наши внутриполитические вопросы Российскую Федерацию. И отчасти
отчасти, вот мы сейчас выше говорили о гражданстве и так далее, отчасти что-то им и удалось. Почему я говорю о президенте и его команде? Может, Бадр Зуравович может на меня обидеться, но я не слышал ни одного представителя команды Бжани, который высказался против его высказываний, что есть в Абхазии антироссийские настроения, что есть какая-то агентура и так далее. Это, кстати, неоднократно было. Неоднократно было. Конечно, это все выдумано и высосано из пальца повестка. Это делается для того, делалось для того, я надеюсь и уверен, что больше такого не повторится, для того, чтобы, еще раз говорю, решить свои внутренние политические вопросы. Но даже и не это самое страшное. Страшно другое, Амелия, то, что не то, что решать свои политические вопросы, а какая мотивация была, собственно, нажива. Мы же все были свидетелями документов. Пожалуйста, не переживайте меня. Почему вы, кроме меня, никого не переживаете? Может, что мы рядом сидим? Может, так мы все. Так вот, мы же недавно все были свидетелями документов о приобретении одной из квартир, которая стоит 200 миллионов экс-президента. То есть мотивированные личной выгодой и наживой человек и его команда продвигали заведомо ложные тезисы о том, что в Абхазии есть антироссийские настроения. Я с большим сожалением об этом говорю. Я вот смотрю информационный поток, который даже исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Рамшохович Ганбов был вынужден обратиться открыто к Владимиру Владимировичу Путину, потому что это серьезные уже последствия могли быть. Поэтому в Абхазии антироссийских настроений нет и не будет. Все, понятно. Второй вопрос. По поводу трудоустройства. У вас уже нет времени. Ну, я же должен ответить, Анна. Ну, тогда коротко. Вас не интересует судьба Аслана Георгиевича Бжани? Посмотрите, уже устали, журналисты сидят, ждут зрители. Мы уже почти 3 часа в эфире. Вас не интересует судьба Аслана Георгиевича Бжани? Вы, наверное, берете все-таки его в свою команду, раз вы хотите на это вот так Я хочу ответить на этот вопрос. Отвечайте. Я думаю, Бадр Зурабович лучше ответит на вопрос. Я отвечу на этот вопрос таким образом. У меня, честно говоря, другой вопрос в ответе. Да или нет? Бадр Зурабович, наверное, лучше ответит. Аслан Георгиевич после того, как 15 ноября покинул комплекс зданий, значит, 19 подписал отставку, потом он выступал и говорил, что он будет баллотироваться на пост президента. И долгое время там ездил по России, раздавал интервью, потом приехал и передумал. Что случилось, Бадр Зурабович? Почему передумал? Исходя из этого, будем думать о его трудоустройстве. Вы, наверное, меня с кем-то перепутали. Да, вопросы, наверное, не ко мне такого характера. Если хотите задать ему, пожалуйста, ваше право. Человека, которого фактически здесь нет, что я вы должны ответить сказал? на вопрос журналиста. Аслан Георгиевич, я считаю, я уже по этому поводу... Хотя мы все знаем ответ, я по этому поводу уже, Анна, высказывался. Не то, что в команду. Я считаю, что этот человек совершил государственную измену. И в соответствии с нашим законодательством должен быть привлечен к уголовной ответственности. Я об этом говорил неоднократно, еще раз повторю. У нас для этого есть соответствующие структуры. Правильно, да. Роберт Иванович, пожалуйста. У нас нет, мое мнение, что у нас нет никаких антироссийских настроений. У нас есть раскол в обществе. Вот что плохо. А что касается трудоустройства экс-президента, то это не к нам вопрос. Это мы этим делом, как говорится, он не в нашей команде. Мы не с ним, и он не с нами. Спасибо за лаконичный ответ. Спасибо. Тоже постараюсь предельно коротко. То, что происходит в российских СМИ, информационная ситуация, наверняка вы знаете, что Россия сегодня находится в непростой ситуации. Это мы изнутри какие-то вещи для себя понимаем. Но взгляд извне, когда происходят какие-то системные вещи, в том числе связанные с российско-абхазскими взаимоотношениями. Политические процессы такого рода были, это никто и не скрывает. Наверняка у них свой взгляд в этом смысле у российских СМИ. И
формировать мнение мы можем только своим отношением, своей последовательностью, с тем, чтобы сохранить тот мир, стабильность, которая сегодня у нас есть. А что в Карабахе были антироссийские настроения? Там тоже не было антироссийских. Но я вам сейчас объясню. Но глобальные процессы, которые сегодня происходят вокруг России, они заставляют, в том числе и руководство наверняка, я не даю оценок, я не знаю, журналистов российских, смотреть с другого ракурса. Ну, конечно же, мы у себя в обществе понимаем, что антироссийских настроений в Абхазии нет и не должно быть. И все мы должны действовать на укрепление этих отношений. Что касается предыдущего руководителя, я здесь уже слышу несколько посылов. Вот, раньше такое ощущение, что отсчет начинается эти 5 лет. Уважаемые коллеги, я имею уважение ко всем тем руководителям, которые управляли нашей страной. Эти люди, каждый из них сделал все, что зависело от них. Вы знаете, что в соответствии с законом каждый из них является почетным депутатом нашей страны. Это символы нашего государства. Да, политически мы можем упрекать, принижать достоинство и относиться негативно. Это личное мнение каждого. Все те вещи, о которых говорят, это должно быть решено, либо принято в соответствии с законом, что человек нарушил закон, либо переступил грань закона. В этом смысле давайте все-таки мы демократическое государство, строим правовые нормы. Для нас являются правовые нормы основой нашего государства. В этом смысле мы опять-таки, когда говорим о расколе, это что же раскол? Да, есть то, что получилось сделать, наверняка осталось того, чего не достигли. И тот человек, который придет завтра во власть, я уверен, все проблемы нашего государства не снимет. В этом плане мое мнение таково. И следующее. Что касается формирования команды. Спасибо. О трудоустройстве, о трудоустройстве. Самое главное, то, с чем я иду, никаких распределений должностей, обязательств перед кем-либо у меня нет. Для меня самая главная цель – быть полезным для своего общества, привлечь всех тех, кто может работать на благо нашей страны. Спасибо большое. Константин Придыбайло, со второй попытки общий вопрос, пожалуйста. Спасибо большое. Я очень рад быть на гостеприимной, такой теплой и дружественной, на самом деле, абхазской земле. У меня 2 вопроса. Постарайтесь коротко, пожалуйста, и я тоже коротко задам. Бадр Зурабович, вопрос к вам. Союз политических партий и общественных организаций Республики Абхазия осудил заявление Аполлона Шенкубу с призывом взять в руки оружие в случае вашей победы на выборах. Как вы относитесь к таким заявлениям? Вы знаете, я лично... Все, вопрос закончен? Да. Спасибо большое. Мое отношение лично к этому вопросу, пусть оно останется моим личным. Я не хочу давать оценок человеку, который действительно многое сделал для нашей страны, был патриотом, остается патриотом. Ну, наверняка в рамках политических процессов, которые происходят в нашей стране, кто-то проявил эмоции. Я не поверю, что против меня кто-то поднимет оружие. Слава Богу, в нашем обществе никому не позволено, да тем более в политических целях, запугивать кого-либо. При всем уважении к людям. Поэтому я стараюсь не комментировать этот факт. Оценку даст тот, кто услышал, наше общество. Но призываю еще раз не создавать проблем внутри нашего государства по политическим мотивам. Для меня это важнее, чем личная обида. А я думаю, что у меня будет возможность пообщаться, как и всегда, тепло с Аполлоном Шенкуба и расставить точки над «и». Спасибо. Спасибо. И еще один вопрос, Адгур Амиранович, вам, если можно, разрешите. Вы как-то написали, что заканчивали турецкий колледж
Вы знаете турецкий язык, вы поддерживаете ли отношения с теми, с кем учились? Есть ли у вас друзья в Турции? Общаетесь ли вы с ними? Спасибо. Турецкий, к сожалению, я уже забыл. А турецкий колледж я не оканчивал. Я там учился несколько лет. Это Башаран колледж, который в 1995 году, сразу после войны, был открыт на территории Абхазии. И так как я учился в классе, ну это чуть не скромно, но немного лучше своих одноклассников, а так как это было новое учебное заведение, и туда можно было попасть только по конкурсу, мой учитель, кстати, по математике рекомендовал мне туда поступить, и мне успешно удалось сдать экзамены. Но, к сожалению, в силу трагических событий в моей семье мне закончить не удалось. Мне пришлось уже там 3 или 4 года я там проучился, потом перевести с первую школу в Гудаутскую и там заканчивать. А поддерживаю ли я отношения со своими одноклассниками? А вы поддерживаете отношения со своими одноклассниками? Не со всеми. А мы поддерживаем, потому что мы все живем в Абхазии, мы каждый год встречаемся. Более того, ну, у нас это принято, и мои коллеги это подтвердят. И когда одноклассники встречаются, одноклассник приводит какого-то своего родственника, друга. Это всегда приходят большие торжества и компании. Конечно, последние, там, может, даже не 5, а 10 лет мало удается внимания уделять и друзьям, и одноклассникам, и сокурсникам. Но когда получается, естественно, мы находим время, общаемся. Спасибо вам большое. У меня не было турков. У нас учились абхазцы, русские, армяне, греки даже учились ребята. Да. Все хотят последний вопрос на сегодня. Кстати, этот вопрос, уважаемый молодой человек, этот вопрос вчера тоже я смотрел, там «Известия» или какая-то студия, там вот про меня говорили, что я учился в Турции, как бы и так далее, и так далее. На самом деле не в Турции находится колледж, здесь в Цандрипше находится. Я просто для тех, кто нас слушает. И якобы из-за того, что я там проучился там 4 года, якобы я являюсь антитурецким агентом. И вот эти анонимные телеграм-каналы, которые немного симпатизируют Бадре Зурабовичу, они об этом активно пишут. Сейчас даже, я уже говорил и на абхазском, на русском, даже какие-то подделали письма, якобы, значит, какие-то, значит, люди там обращались в МИД Турции. Ну, Все понятно. Инис, хочешь задать вопрос? Да. Это наш коллега, сотрудник КДРК, поэтому можем зауважить тебя. И ты можешь задать вопрос. Сейчас мои коллеги начнут говорить, чтобы вы коротко ответили, но я очень попрошу ответить вас полно в свои положенные 3 минуты. У меня 2 вопроса. Первый, у меня вопрос ко всем. Первый вопрос. Я хочу знать ваше отношение к проблемам граждан Абхазии, которых периодически вылавливают на границе, держат их часами, кого-то по 8 часов, кого-то по 4, даже до меня добрались пару-тройку раз. Как вы вообще считаете, можно ли составлять расстрельные списки, значит, своих граждан и передавать в соседние государства? Это мой первый вопрос. Второй? Я подожду ответ. Спасибо. Кто ответит? Что вопрос был о том, что людей на границе задержат? Да, расстрельные списки передавать вообще. Я думаю, что мне отвечать смысла нет, потому что я уже много раз эту тему комментировал, и сейчас до этого говорил, наверное, да, моя позиция ясна. Жаловаться на своих граждан, это, ну как это назвать? Нельзя этого делать, понимаете, нельзя. Даже если кто-то совершает ошибку у тебя внутри страны, ссоры из избы нельзя выносить. Вы думаете, Нисфа, кто-то в Москве или в России в целом, а он с уважением к этому относится, что ли? Ну, это же неправильно, когда вы можете себе представить там, руководство какой-либо страны, которое жалуется на своих граждан. Я вообще, честно говоря, таких примеров не знаю. Аслан Георгиевич Бжаня жаловался по телевизору. Да, в эфире Первого канала
может, вы не смотрели, я вам пришлю отдельно. Несколько раз он это делал. Вас задерживали? Меня лично нет, но наших граждан задерживали. Прошу вас. Дело в том, что каждый гражданин, даже вот те, кто, значит, по-другому думает, скажем так, да, вот и политически или так, это наш гражданин. Это наш гражданин. Мы за его права должны бороться. А если меня не задерживали, а кого-то других задерживали, это что значит, что я на это реагировать не должен, что ли? Ну, вы знаете, это же... Всемогущий, оказывается, Аслан Георгиевич Бжанин. Он был президентом, Анна. Он был президентом, он официальное лицо. Естественно, официальные лица общаются с официальным лицом, Анна. Я же до этого вам говорил. Ну, это так работает, Анна, хотим и не хотим. А у ИПСа Ахмедкарада Нахагылу его документы всерьез воспринимают. И все, что он говорит, но никто не может себе вообразить, что... Ну, я даже не хочу произносить, что да, какой-то вот так президент будет жаловаться на своих граждан. Естественно, это вот кто-то всерьез воспринимает. Вот. Это вообще все нужно исправить. Я поэтому, когда здесь говорил про наши отношения с Россией, ведь у нас столько всего есть, вокруг чего развивать отношения. Культура, социальная сфера, литература, наука. Ну, масса направлений. Сейчас в 12 часов свет выключат у половины Абхазии, поэтому, чтобы они послушали другие ответы, я вас прошу. Если позволите, тогда коротко. Значит, что касается задержания на границе, откровенно говоря, о неком списке правильно ли передавать, если есть факт, что действительно есть списки, надо про это, наверное, говорить. А так говорить о том, что кто-то что-то, возможно, передавал. Уважаемые коллеги, если говорить, что задержание является передачей неких списков, тогда давайте не брать только этот отрезок времени. Мы помним, что на протяжении многих лет такого рода задержания были. И конкретно назову десяток людей, которых задерживали. Это что значит? А? Вот сидит Манан Михайловна. Это что значит, что Рауль Джумкович и его команда передавали списки людей, чтобы Рауль Джумкович в эфире Первого канала не выступал и не говорил, говорил, что в Абхазии есть антироссийские настроения. Такого не было никогда. Поэтому давайте исходить из фактов. Я считаю, что честно будет относиться друг к другу, если есть факты, то на них указывать. В СГБ написано заявление Бадра Зурабовича, если вы просто не в курсе, до сих пор ждут люди ответа. Им даже не ответили. СГБ Абхазии должно ответить на задержание? Или компетентные органы Российской Федерации? Нет, в СГБ Абхазии, которое, соответственно, это перенаправило в Российскую Федерацию. Правда, предыдущий глава СГБ проинформировал Аслана Георгиевича о том, что граждане получили ответы, ни один не получил. Люди обращались и публично, и письменно. Ну, о данном факте не могу знать, но я вам говорю то, что происходит у нас на протяжении определенного количества времени. Такие задержания были, это не значит, что передаются некие списки. Манану Михайловну за что можно задерживать, как вы думаете? Кто мог ее список передать куда-либо? А меня на донецкой границе кто мог задержать? Ну, извините, это не компетенция абхазской стороны. Так что я считаю, что такого рода разговоры должны быть. Кто-то из кандидатов хочет еще ответить на этот вопрос, или мы пойдем дальше? Ярыла Уйжер Яхрагылот. Если есть такие списки, конечно, этому нет оправдания. Я в каком понимании это говорю, в каком смысле говорю. То есть свои проблемы здесь надо внутри решать. Если действительно есть какая-то проблема, то таким образом это нельзя делать. Это, не знаю, это мое мнение. Если подобные случаи, но это не назовешь задержанием, как, насколько мне известно, формулировка такая: проводились беседы на границе с нашими гражданами. Если инициатором подобных вещей, подобных процессов, неважно, это было 10 лет назад, 3 года, 5 лет назад, является абхазская сторона,
С моей точки зрения, это самое последнее дело, которое может себе позволить должностное лицо Республики Абхазия. Я думаю, что наговаривать на собственных граждан, оговаривать собственный народ – это недопустимо. Если есть вопросы по существу, тогда, конечно, надо предъявлять эти претензии в установленном законом порядке. Вот, собственно, коротко все, что я могу сказать. Сейчас реклама на 2-3 минуты. На самом деле обстоятельства, что нужно переключить дизель, сейчас свет выключат. Вот такие вот реалии сегодня, поэтому мы продолжим буквально через 2-3 минуты. Через 2-3 минуты мы вернемся.
Что ж, я надеюсь, наши телезрители до сих пор с нами, остаются у телевизоров, потому что в первую очередь мы, наверное, для них работаем. И продолжаем нашу пресс-конференцию. Нисфа, тебе слово. Бадр Зурабович, у меня к вам вопрос, Да, прям персональный. Гражданство Абхазии. Его очень хотят получить разные люди, да, иностранцы. Понятно, что в первую очередь это для жилья. Ну, я сомневаюсь, что просто так кто-то может переехать в нашу страну, в которой нет то света, то воды. Значит, и у нас есть соответствующий закон о гражданстве, в котором вообще все очень по полочкам расписано, какая процедура, что следует, зачем. И, как мне стало известно, значит, есть ряд документов за вашей подписью, в которых, значит, вы разрешили получить гражданство без сдачи экзамена по государственному языку, абхазскому языку. Я хотела бы знать, откуда вы взяли такие полномочия, но если в законе прям все очень четко прописано, и какое примерно количество человек получило гражданство абхазское таким путем? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за вопрос. Действительно, я возглавлял комиссию по гражданству. Значит, если у вас есть документы, на которых я поставил резолюцию «освободить», то вы мне их обязательно потом покажите. Можно я публично это сделаю? Не-не, если просто резолюция есть в отдел, это другая история. А если я ставлю «освободить», но вам приведу практику последних 30 лет. Значит, при получении гражданства, безусловно, многие не владеют абхазским языком. Эта практика была всегда и, к сожалению, остается. Это также действует как закон о языке, когда чиновники, не знающие абхазского языка, не должны в соответствии с законом работать. Но, к сожалению, учитывая проблемы с языком, такого рода вопросы возникают. Что касается количества получивших, хочу вам сказать следующее. Это в разы меньше за мой период, нежели с 2014 по 2020 год, чтобы вы знали. Я понял. Да, именно эти 30 лет, значит, именно так происходит. Закон о гражданстве, значит, меняется, вносят изменения, дополняют, усложняют. Есть упрощенная форма получения гражданства. Это тех людей, которые привносят свой вклад в развитие и становление нашего государства. Там есть, это такие категории людей, как учителя, медики, бизнесмены, значит, люди, которые прошли войну, члены их семей. Есть категории людей, которые получают в упрощенной схеме. А все остальные в общем порядке, к сожалению, знание языка этих людей весьма ограничены. С этим я согласен. Это практика, которая длится на протяжении 30 лет. Спасибо. Сейчас же еще поправки новые в закон о гражданстве внесены. Да, сейчас внесены поправки, которые ужесточают получение гражданства Абхазии. И в этом смысле, безусловно, я считаю, что эти поправки, они будут полезны для, значит, соблюдения получения гражданства в нашей стране. Спасибо за ответ. Белагрба, это последний из участников представителей средств массовой информации. Нет, да, вам У меня добрый вечер, уважаемые кандидаты. У меня два вопроса. Первый вопрос к Адгуру Амирановичу. Вы так, Адгур Амиранович, очень живо и активно, уверенно дискутируете на разные темы. Я хотела бы вас попросить прокомментировать события 15 ноября прошлого года. Могли бы вы дать оценку произошедшему с учетом того, что вы, являясь одним из лидеров оппозиции, также являлись одним из активных его участников? И как, на ваш взгляд, можно ли назвать эти события госпереворотом, как считает часть нашего общества? Спасибо. Спасибо. События 15 ноября я уже комментировал, но сделаю еще раз с большим удовольствием. Это очень печальная страница нашей истории. Я и тогда об этом говорил, и сейчас здесь, в этой студии, скажу, что я никогда не поддерживал и не поддерживал такого рода методы политической борьбы. Но, почему но?
Вот если взять ретроспективу, в 2020 году после выборов мы пришли, поздравили Аслана Георгиевича и его команду с победой на выборах. После этого ровно полгода мы вообще не участвовали в политической жизни, потому как новый избранный президент должен определиться со своей командой, определить свои первостепенные шаги, программу действий и так далее. Но когда ситуация начала развиваться таким образом, когда откровенно антинародные инициативы, такие как апартаменты, соглашения по инвестициям, когда глава государства, извините, позволял себе говорить о том, что мнение Совета старейшин для него не является чем-то важным, когда он открыто, я уже говорил и скажу еще раз, жаловался на своих граждан, отношение к ветеранам, вы помните инцидент и так далее, ряд вопросов, которые носили накопительный характер. И все, кто внимательно следит за политической жизнью в Абхазии, могут точно сказать, что Адгур Амиранович Арзанов и его соратники, я думаю, что в оппозиционной среде нет ни одного человека, который хотел бы развития событий 15 ноября таким образом. Но что произошло? Что произошло? К большому сожалению, наше желание сохранить политическую стабильность в стране было воспринято экс-президентом и его командой как слабость. Мы неоднократно пытались, предлагали и разного рода инициативы. Мы были проигнорированы. Более того, 15 ноября вот это соглашение, которое нахрапом пытались провести, о нем мы тоже говорили. И 22 поправки, которые предложили депутаты парламента. Только декоративный характер и то 2 поправки, они какое-то отражение нашли в этом соглашении. Ситуация накалялась. Я за несколько дней до 15 ноября сделал публичное обращение к Аслану Георгиевичу Бжане, и вы можете его найти. Я обратился с тем, чтобы вот этот вопрос, который действительно будоражит наше общество, я попросил просто его снять с повестки и отложить до очередных президентских выборов, так как президентские выборы должны были состояться через 3 месяца. Для того, чтобы у Аслана Бжане была возможность выйти на выборы с этой повесткой, в том числе, если бы народ Абхазии проголосовал бы за Аслана Георгиевича Бжане, это бы означало ровно то, что народ Абхазии поддерживает эту повестку. Это выбор народа. Вот единственное, что мы попросили. Это тоже было проигнорировано. Естественно, в тот день, когда собрались люди, мы находились среди людей. И даже тогда я взял рупор. Хочу вам сказать, что стоять с рупором, это никакого удовольствия в этом нет. Я вообще не предполагал, что когда-нибудь я буду стоять с рупором и кричать, но так жизнь сложилась. И старался обратиться к депутатам парламента. Проведите сессию, снимите этот вопрос, и люди разойдутся. И это предложение было проигнорировано. Вот что произошло. Но когда вы пытаетесь, с одной стороны, сохранить стабильность в стране, а с другой стороны идет провокация за провокацией. А вы же помните, когда задержали активистов наших при въезде в Сухум, которые... И причина в чем была? В том, что они там с депутатом... Я вас прошу, не перебивайте меня. Мы хорошо помним, но уже 5 минут... Мне задали вопрос, я отвечаю. Да, попробуйте коротко. Да, я попробую. Так вот. Оценка госпереворота или нет? Я так понимаю, что вопрос в этом. Так вот, когда задержали, и причем задерживали их в стиле американских боевиков, прикладывая к их голове автоматическое оружие, снимали все это на видео, еще сами распространяли, таким образом пытаясь запугать нас, вот это все и привело к событиям 15 ноября. И даже когда 15 ноября ситуация уже действительно вышла из-под контроля, о чем мы неоднократно предупреждали, и даже тогда мы старались, чтобы люди, самое главное, чтобы кровь не пролилась. И вы говорите, что вы поддержали. Я там находился среди людей, потому что я чувствую ответственность за происходящие события в Абхазии. Я являюсь общественным политическим деятелем.
Это не был имел... госпереворот или нет? Ну, она же мне вопрос задала. Да, но вы уже 6 минут отвечаете. Если возможно, да. Если бы не было бы нас там, ситуация разворачивалась бы гораздо хуже. Поэтому я считаю, что на определенном этапе нам удалось стабилизировать ситуацию. Уверяю вас, ситуация вышла бы еще больше из-под контроля и было бы гораздо хуже. И вот те переговоры, о которых здесь мы упоминали с Бадрой Зурабовичем, они в какой-то степени позволили вернуть ситуацию в правовое русло. Конечно, еще раз повторю, события такие, как 15 ноября, события января 2020 года, события мая 2014 года и так далее, это плохие события. Это те события, которые как минимум не украшают Абхазию. Я не хочу, чтобы Абхазию показывали по всем каналам в таком ракурсе, где ломают забор, ломают окна. Это не первый раз у нас происходит. Это не не должно повторяться. А для того, чтобы это не повторялось, нужен полноценный диалог со всеми слоями общества. Не декоративный, надо учитывать мнение граждан. Не находиться за пределами Абхазии, извините за мой такую аналогию, в разных гольф-клубах и так далее, а общаться со своим народом. Переворот был 15 ноября или нет? Отвечайте, и дальше она задаст еще один вопрос. Но Адгур Амиранович, вот 7 минут вы отвечаете, вот даже на 4 Все-таки, минуты. да, вы если считаете, вы что хотите, это было... вы можете за меня ответить. Да. Нет, ну вы же... Давайте я отвечаю так, как я отвечаю. На ваш взгляд, завершите ответ. У нее еще есть вопрос. На ваш взгляд, это все-таки был госпереворот? Как Нет, вы это считаете? не был госпереворот. А что это было, на вашем мнении? Я вам скажу. Все, ясен ответ. Нет, я должен прокомментировать. Задавайте. Нет, госпереворот это когда приходят и захватывают власть. А это что было? Нет, послушайте, мы в результате Всего лишь переговоров... здание захватили. В результате Нет, я переговоров... считаю, что вы здесь не правы, Адгур Амирович. Вы оценки моим ответом не давайте. Не будем давать. Под контроль, к сожалению, вы не смогли проконтролировать этот эпизод. И я думаю, Бела, задайте это следующий плохо. вопрос. Следующий вопрос Бадре Зурабовичу. Бадра Зурабович, во время предвыборной кампании, с учетом нашей абхазской ментальности, мы часто слышим высказывания о роли Апсуара в контексте морально-этического облика кандидата на роль президента. В случае победы на выборах, на какие постулаты вы будете опираться в своей политической деятельности? Бадра Зурабович, я вас попрошу Да, давайте очень коротко. На какие постулаты нам опираться в своей деятельности, я уверен, что именно на тех принципах многовековой традиции нашего народа, уважения друг к другу, соблюдение традиций, обычаев. Самое главное — быть тем человеком, который объединяет. Я уверен, что именно эти принципы позволят вообще сохранить нашу государственность. Учитывая нашу малочисленность, этот вопрос один из самых главных. Мы не должны все жить под копирку и думать под копирку. Мы должны развиваться, строить демократическое общество, иметь свое мнение, но больше всего уважать мнение своих соотечественников. Именно на это я буду обращать больше всего внимания и опираться на это. Спасибо большое. Все, мы завершаем нашу пресс-конференцию. Я благодарю кандидатов, благодарю наших коллег, благодарю, конечно же, наших телезрителей. Шугуалашозар рыпшью генерал ичин роман. Амчрат занат яту. Уажти кандидат шазыги экономика ядхалу. И калап ауажлара рхусша рыпсахзар, ахунткара идеология дачахархартак штнахзар. Ласы абсутили хопшачы и калу тайчшавераква, ишьяшо ицо айфир ала, абсны ахадарахе кандидатши, нас хазы кандидат шархатып ойший
реиԥылара. Иҭацәу ааҵәа ашьапы иузықәыргылом рҳәоит аԥсуаа. Дыррала еибарку, ԥсуала иааӡом. Абри еиԥш иҟоу иоуп ҳара ҳҳәынҭқарра ахадас иаԥсоу иақәнаго. Абзиарас иҭабуп сааҭки ҳамди ишәычҳаит, иҭабуп идуӡӡаны Спасибо всем. Спасибо всем.